yüreğimi yandıradı. Bir nefedet yalgını yüreğimi yandıradı. Bir nefedet yalgını. Yürgen şirlerin payda, yürgen şirler tuğan iller, düşüde kursem de payda. Yürgen şirler tuğan iller, düşüde. Хурматли достар, дорогие друзья, вот, но прежде чем начать наш вечер, хочу всех поздравить с наступлением месяца священного месяца для всех мусульман Рамадана. Рамадана и Дарягоса. Вот эту встречу мы, значит, обещали будет проводить на русском языке, потому что среди не только здесь одни татары присутствуют, но и русские, наши друзья, да, которым тоже интересна наша отечественная история. Вот, поэтому не обижайтесь некоторые друзья, которые хотят на родном языке все это услышать. Ну, с чего бы хотелось начать? Ну вот Россия уже многие годы ищет свою национальную идею, никак не может найти. Вот. На чем она должна опираться, прежде всего? Но очевидно, что она должна опираться на прочные свои исторические корни. К сожалению, эти корни многие годы они подсекались, частично высохли эти корни. Большевики пришли к власти, значит, они сказали, что мы, значит, все разрушим до основания, а потом, значит, построим новое государство, новые отношения построим. Все изъяли из истории, да, все, что им не нравилось, вообще все перечеркнули. Вот. Сейчас наступили новые времена, сейчас идет возврат к старым традициям. В России, ну, оглядывается на совсем недалекое царское будущее пока что. Но это все явление-то временное, но сразу же, вы сами понимаете, взрослые люди все сразу не могут в один момент переключиться в нужную сторону. Но благодаря вот последним переменам появилась возможность как-то глубже взглянуть в нашу историю и глубже понять, почему у нас в России происходит вот такая неразбериха, такая вот темень. И историки, чем глубже начинают раскапывать это, то тем больше на свет появляется разных мифов, придуманных историй, спрятанных страниц истории появляются. А кому нужно прятать историю? Это тем, которые пришли здесь что-то урвать, воровать, себе утащить что-то, да? Очень удобно, значит, да, ссылаясь на какого-то неведомого врага, тащить и разворовывать все подряд. Ну, оно и вот и сейчас где-то продолжается еще, да? Но надеюсь, значит, эти времена когда-нибудь пройдут, и наша страна зацветет, и заживет новой, счастливой жизнью. И сегодня вот я рад представить вашему вниманию нашего известного писателя Галины Никея. Уже занимается над раскрытием той темы, которая была ото всех спрятана. И решениями как КПСС, а потом еще и царскими, значит, историками, и вообще различными, значит, вот. Она давно была спрятана, запрятана история татар. Но Галин Никеев, он, конечно, открывает вот эти пласты вслед за своими великими, значит, предшественниками. Это Гумилев, это Мурат Аджи, ныне здравствующий, да, которые вот начали приоткрывать завесу таинственности над историей России. И постепенно эти идеи начинают находить себе место в нашей России. Конечно, татарский народ, это ведь, знаете, не так он сразу родился, как татарский народ. Это суперэтнос, который объединил в себе множество других народов. И это на этой всей территории происходило, это как в котле, значит, все время перемешивались народы, значит, они в разные стороны расходились, эти народы собирались, разъединялись. Здесь создавалось множество государств на этой территории. Правильно, были же великие государства, государства, Кимак, Кирганат,
Булгария. Названия народов были разные, но что их объединяло, этих народов? Общий язык, тюркский язык, который вот был на всей этой территории. И в конце концов все эти народы получили название татар. Причем это название достаточно узаконенное, и оно даже в европейских картах, как Дарья Эфенди показывает, до 19 века существовало это слово татар, и этим обзывалось все это гигантское пространство. Но самое главное вот, в трудах Дарьи Эфенди это вот то, что он развенчал, продолжает точнее развенчивать иго о монголо-татарском иге. Ведь не было никакого ига, во-первых, а во-вторых, не было и монголов тоже при этом, понимаете? Вот. Был единый народ с общей культурой, говорящий в принципе на общем языке, был язык межнационального общения. Вот все, а во всем этом Галия Эфенди расскажет. И вот за годы своего труда он написал такие 4, наверное, основные книги. Значит, начал с того, что Чингисхан и татары миф и реальность. Своя первая его работа вышла. После этого, значит, вышла книга «Корона Ордынской империи». Потом по следам «Черной легенды» была книга. «Великая Орда, друзья, враги и наследники». И, наконец, вышла книга «Наследие татар», о которых, наверное, Галия Эфенди немножко подробнее нам расскажет. И надеюсь, что он расскажет о своей биографии, о том, как он такой творческий свой путь проделал за эти 10 лет. И прошло мало времени, да, много, наверное, крови пришлось пролить, да, битву, кстати, с разными историками. Все это будет очень интересно. А сейчас я хочу представить слово представителю нашей автономии, Даниэлу Севжедину, который тоже хочет поприветствовать. Ассаляму алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Здравствуйте, дорогие гости нашего татарского культурного центра. Сегодня у нас долгожданная встреча, наверное, вторая в нашем татарском культурном центре с известным писателем Галией Рашидовичем Дикеем. И мы хотели бы, я от имени Татарского культурного центра, от имени региональной татарской национальной культурной автономии хотел бы поприветствовать нашего уважаемого писателя. И я хотел бы несколько слов добавить. Мы давно знакомы, как я уже сказал, больше 10 лет знакомы с трудами Деникея. И я хотел бы присоединиться к словам сборника, который мы издали по случаю материала нашего одного известного общественного деятеля, которого уже нет с нами, Равката Ибрахимовича Галимова. Он очень приветствовал в свое время эти труды. И я хотел бы зачитать некоторые цитаты, которые мы совместно вместе, наверное, делаем. Ваша книга написана на высочайшем интеллектуальном уровне. Это гимн татарскому народу. Вами проделал колоссальный труд, который под силу целому научно-исследовательскому институту. Этот труд искренне, от всего сердца, ясный по логическим построениям, подкрепляем историческими данными и переводных исследований. Нам, непрофессионалам, разумеется, сложно давать оценку труду, который можно понять в первую очередь сердцем, если оно есть и бьется в груди, осознавая свою причастность к родному народу. И вот некоторые цитаты последние. Вся Академия наук Татарстана, которая издала многотомную историю татар, все ее академики, доктора наук, до наивности в плену целенаправленных, злонамеренных искажений происхождения и истории вообще татарского народа. То есть мы как бы считаем, что труды Галии Рашидовича именно раскрывают подлинную историю татарского народа. Всячески приветствую вас, уважаемый Галия Рашидович, в наших стенах. Спасибо вам. Вот у нас тоже еще один руководитель автономии есть, Фарид Фарисов, Фарид Афенди. Кстати, кандидат
кандидат исторических наук. Наверное, Нет, не исторический. не исторический. Очень много занимается историей. Писал книги по истории, фильмы выпускает. Про фильм особо надо сказать. Шикарный фильм, шикарный. Все вы смотрели ваш фильм. Рафмазу, я вот передал вторую серию. Ну, сегодня у нас чуть другой разговор. Я дал фильм, скоро будет презентация, я вам покажу. Но мы все заняты одним, в общем-то, делом. И я хочу сказать, что предыдущие ваши работы, они оставили след именно в тех работах, которые, в общем-то, я не буду говорить от автономии лица, потому что у нас выступал Османович, уважаемый. Поэтому, я думаю, повторяться не буду. Поздравления от культурной национальной автономии вы уже приняли. Мы очень рады видеть вас в вашем культурном центре. Я, если вы позволите, я скажу, как уже, может быть, как автор не таких, конечно, фундаментальных трудов и как режиссер фильма. Я хочу сказать о том, что именно на ваших работах, именно на таких работах, которые дополняют именно наши, в общем-то, видение, которое у нас есть. Лично у меня сформировалось, в общем-то, свое видение на татарскую нацию. Лично я считаю, что выше татар только небо, ярче только звезды, а лучше нас только рай. Кто меня этому научил? Этому научили мои предки. Поэтому, к сожалению, в нашем юном возрасте таких книг не выпускали, и они не выходили. И получалось, что мы, в общем-то, черпали источники очень мало в советское время. Но есть люди, которые, в общем-то, есть и в Москве, и в Нижнем Новгороде, и в Астрахани, и по всей России, которые не останавливались и, в общем-то, писали. И я очень благодарен за то, что вы есть, и труд. Я сразу хочу сказать, что я весь не прочитал, я, к сожалению, коротко ознакомился и поделился, в общем-то, своим мнением. Здание Маханды, мы обсуждали работу. Ну, в общем-то, оно очень положительно. И большое спасибо за то, что вы есть, и большое спасибо, что вы все пришли, и этому относится маленькая толика тех людей, которые вы должны были увидеть и услышать голос вашего произведения. Большое спасибо. Но я еще раз больше никто не хотел слышать. Но я хотел бы просто добавить, значит, это самое, наш великий писатель Мурат Тапсыгов, мы проводили с ним встречу, он сказал, лозунг такой был: единый народ, единая страна. Мы, татары, вот ничем не хотим себя возвышать над другим народом. Мы часть России, мы просто немало сделали для того, чтобы эта Россия состоялась как государство, да? Мы внесли свой труд в ее создание, в ее защиту и так далее, и вносим до сих пор, так? Вот, поэтому мы считаем, что у нас народ в России единый. Мы все кровными выходцами, с русскими, с другими национальностями в этой России. Вот. Но свою национальную культуру, конечно, мы хотим сохранить дальше. Я честно хочу предоставить слово автору. Большое добавление. Ну, если да. Может быть, сюда? Нет, я просто хотел. Это знак, да, это потом. Личности Да потом, давай, время. Все тут у нас время. Уважаемые соотечественники, сородичи, я очень рад встрече с вами. Очень рад встрече с вами и очень рад, что смогу лично вам довести с глазу на глаз, так сказать, свои мысли и коротко рассказать, как я решился на подобное, на выступление против научной, скажем так, клеветы на наш народ. Примером, жаль, проектор не работает, техническая неполадка небольшая, я привез
иллюстрации подготовили мы. И придется визуально, то есть устно все объяснять. Примером можно привести вот с научной точки зрения на историю татар, с которой я оспариваю которые. Извините. Учебник вот обжаловали в суд, пробовали хармонические подвижники, мужественные подвижники. Учебник для 6 класса, это уже многие знают об этом, расходно, многие, может, еще не знают. Преображенский, Рыбаков, ученые писали, оно одобрено Министерством образования и науки Российской Федерации, научно утвержденное. Это тираж 30 изданий выдержало, 12 изданий выдержало, выходные данные я тоже там писал, и где-то по 30 тысяч экземпляров. Ну, это как бы яркий пример учебника. Там более ярко выпуклая вот эта антитатарская вот эта направленность нашей истории, тезисы, там более выпукло показаны были. И как пример использовать можно, и поэтому его обжаловали в судебном порядке подвижники из национального движения татарского, но безуспешно, поскольку бороться с подобной клеветой, с научно освещенной, скажем так, легитимизированной, то необходимо на том же поле идеологическом и, скажем так, легитимизировать научно уже новую точку зрения на историю татар. Там что интересные, какие примеры можно привести? Ну, там есть иллюстрация 13 века, датируется иллюстрация английская, приписывается англичанам, происхождение этой иллюстрации. Там на вертеле, на шампуре таком, татары жарят человека, ну и поедают там, конечности обрезают и прочее. И надпись «Монголо-татарские захватчики. Представление западного мира». Ну, пояснение этому есть, если бы это даже английское, англичане рисовали, среди англичан было много католиков. Они в 13 веке как раз пытались захватить Британию, как раз повлиять. Матвей Парижский был такой большой публицист, антитатарский, именно антидвижение. Вот он там писал много, кое-что и правду вкраплял, и мы можем так собирать информацию о наших предках. Ну, вот эту историю я знал с детства, начал познавать, поэтому, но история, она противоречит тому, что я знал со слов своих предков. Вот как раз о роде Енигеева говорили, ну, это древний род, древнейший, он идет из племени Мангыт, ну, племена они меняли названия, Мангыт тоже есть, Мангыт уже продолжением является, вот Кьята, и так менялись, потом уже распались, народ увеличивался и пофамильно уже остались. Многие фамилии, Давлетшины, Еникеевы, Акчурины, это многие другие мурзинские фамилии есть, бийские. Это я попозже объясню. Ну и в принципе, и вот то, что вот это несоответствие с юности меня, в общем, не давало покоя мне. Почему так? И уже возмужав, став уже, так сказать, зрелым, я это наблюдал в жизни. Многие вы тоже встречались с отношением. Именно последствие такое, это последствие идеологии государственной, то есть которой веками насаждалась вот эта наука, то есть наука уже обосновывала идеологию, подпитывала антитатарской, антиордынской. Почему так? И негативные явления, конечно, и в отношении татар тоже высказывались. Там поговорки возникали разные, образцы народного, в кавычках, творчества. Это все насаждалось сверху. И вот эта идеологическая вот эта работа, которая велась и ведется и ныне по инерции, и она, в общем, должна как-то встретить какое-то противодействие, я так полагал. Поэтому я собирал материал,
и обосновывал уже свои работы. И решил я их, уже мне люди, многие я уже при встречах, при разговорах, беседах с людьми это излагал, вот эту точку зрения, мне предлагали это все публиковать. Ну, как я решил публиковать, сначала думал я это все научно объяснить, был наивным, что можно пойти к ученым, объяснить, логически все это подтвердить, и они это увидят, поймут, и это пойдет, и в общем, начинать с научного мира все это рушить. Но многие вы читали на исторические темы, знаете, что такое наука история, что это за система пирамидальная, как она построена на тезисах, которые уже даны, раз, и они как бы научно истинно, допустим, пришли монголы, завоевали в 13 веке Русь, ну там и других наших, всю Россию, в общем, ну, территории России. Многие народы, булгар завоевали, был такой народ булгар, их завоевали, кыпчаки, был такой народ, их завоевали, это все наши земляки, соотечественники, потомки наших земляков. А впереди эти монголы, это считается, что по науке, если мы будем, это тезис такой, что это были предки халха-монголов и калмыков частично, ну вот монгольские народы называются сейчас они. Они главенствовали, гнали впереди татар и всякий сброд, ну и вот поэтому называли вот этих самых плохих из этих завоевателей, назвали татарами. Эти татары, оказывается, так и выжили, остались, вот они, мы сидим здесь, татары, большинство здесь, и я лично тоже из них, как получается, по науке так получается, если рассуждать тезисно. Ну, я уже работал, прекрасная была библиотека в Томском университете, и так я собирал, потихоньку находил, и решил я, мне говорят, давай публикуй или как-то, я пошел к ученым сначала. Они говорят, все правильно, вот так. В личной беседе они признают это, все правильно. Ну, ты, говорит, не сможешь это научно вот, ну, легитимизировать. Ты пиши кандидатскую, пожалуйста, у тебя голова, все знания есть, только в конве научной теории вот этой, в рамках напишешь, а потом уже пишешь, что хочешь, ты будешь кандидатом, будешь доктором наук, а потом уже напишешь, у тебя будет авторитет. Ну, я подумал, думаю, посоветовался я с более такими мудрыми со стариками. Ну, мне говорят, ну, вот тебе вопрос потом зададут люди, прямо вот так. Встретят тебе и зададут. Ты же нормальный человек, да, не сможешь просто, ну, как это, рассмеяться в лицо человеку. Вопрос зададут, вы когда правду вы писали, когда вы докторскую защищали, кандидатскую? Или же когда сейчас, вот, когда вы то, что хотите, пишете, когда вы правду решили написать, история наука, ладно, я там по другим защитился, допустим, юрист, если я по юридически кандидатом мира наук стану, туда тоже профилирующий предмет история. Опять же, я должен, допустим, право Золотой Орды, если я напишу, опять же, я должен написать, что сначала, что да, вот пришли монголы, построили государство Золотую Орду, там были какие-то порядки, то-то, то-то, и потом татары это развалили, передрались между собой, потом русские пришли, завоевали это все, ну и так далее. Ну, мне совет такой дал один очень умный человек, он говорит, ты пиши, что думаешь, обосновывай, как хочешь, как считаешь нужным, и начинай печатать, как, ну, пробивай, это уже твои дела, народ рассудит сам. Прочитает, у нас в народе умнее тебя людей есть, так, и опытнее, и мудрее. Они прочитают, они оценят твои работы и поймут, это уже будет хорошо. Земляки других национальностей тоже поймут. Все. Ну, я начал вот это публиковать тогда. Ну, первый раз, конечно, с публикацией было очень трудно на эту тему. Публикация долго проходила, статьи проходили вот в интернет, журналы некоторые, газеты. Филимонов печатал «Истоки» газета. Вот в 2005-2006 году серия вот, главы книг он печатал. Он русский, а журнал у него татарка. Вот он меня понял, говорит, все правильно, и будем печатать это.
вот так вот потихоньку выходила. Потом в 2007 году уже монография вот эта вышла «Чингисхан и татары. Миф и реальность». Но там я в основном опирался на труды, на работы Васильева, Василия Павловича. Это профессор Казанского университета, с Нижнего Новгорода он родом. Ну, я его происхождение так досконально не изучал. Его работы были переводы в основном китайских древних документов, вот, летописи, летописи, там разные наблюдения китайских в основном. И основная работа там перевод Меншбуна, записки о монголо-татарах, как раз. И его очень трудно найти, перевод Васильева. Это было в Томском университете. Я копию не снял тогда, когда уже, выписки у меня были. А потом в Уфе, конечно, их не было. И в Московском университете нашли мне их. Нашли, копии сделали, знакомые. Я это дело приезжал. Москвичи знали московские татары тоже там. И знакомые остались, это наши руки, и через них там, и меня девчонки читают там, вот тот-то, я говорю, вот как раз это, да, там, императоры татар, министры, и вот, там есть эти записаны, другой перевод, науки известный, более известный, более раскрученный, это Мунгуева перевод, но там уже с корректировкой, именно история монголов, которую написали китайцы, как это Василий выражался, это как китайцы написали свою историю монголов, чтобы сокрыть истинное происхождение как государства Чингисхана, так и его самого. Поэтому, если кто-то помнит со слов стариков из вот этих источников татарских, то вот буквально до советского времени еще все знали, это было обыденно, знали, что Чингисхан из народа татар, он был предводителем, царем татар. Ну и будучи царем татар, он и другими народами повелевал, и был справедливым и мудрым царем. Там не было такого, что и вот я анализировал Дастан о роде Чингисхана, там частями приводил, и сопоставление с другими, там он просто написан, поэтому и не было. Вот поэтому я монографию эту, Рашид Альдина, перевод Егорова, тоже копию, тогда нашел, сейчас вышло уже, выходило потом уже перевод, Егоровский перевод, более-менее такой, и почему я ее взял, потому что пользовался им Гумилев еще. Гумилев и Клешторман его не анализировал, а отзыв давал, что это там цитируют, официальные историки цитируют в основном такие части там про татар, берут цитату в конве вот этой истории о монголах, официальной истории, это про китайские истории, но ее западники использовали тоже. Запад очень хорошо использовал, потому что это было выгодно, чтобы лишить Россию истории вот этой великой части, огромной части великой истории. Поэтому она пришлась, кстати, и Западу, и восточным нашим конкурентам. И вот берут они цитату от татаров там, и вот они цитируют, а много не замечают. А если в совокупности анализировать это все, да еще в сопоставлении с другими источниками, там, с другими факторами, тогда уже получается ясная картина. Поэтому вот это в основном, это было содержание моей работы, монографии «Чингисхан и татары. Миф и реальность». Что народ, в котором родился Чингисхан, это цитирует я Васильева, и родственные с ним поколения носили одно общее название – татар. И это не было собирательным названием всех племен, разных, как хотят нам представить, а было названием одного народа. Там Васильев пишет «Улус, в котором родился Чингисхан», а «Улус» это как народ переводится, это «Удава». Это я все это собрал, сопоставил, и получилась стройная картина. Поэтому вот это. И в той работе я ввел, смотрел, как вот ведут происхождение татар многие. В 2004 году уровень был еще, и сейчас тоже на том осталось. Передовые, татаристы их называют, передовые наши официальные историки, это Аблязев тоже
писал Трудоблязева, Измайлов, Исхаков, историки наши, они ведут татар как бы с востока. Ну, есть такая теория, там были племена, там были ноли, там жили на Дальнем Востоке племена, вроде бы они в Восточном Туркестане высвечиваются, а как бы оттуда они уже с монголами приходят сюда уже, на западную часть Евразии, уже к нам, уже к Поволжью и все прочее. Но потом уже, когда я более работал, и получается так, что вести надо с запада на восток. Получается, вот это разделение татар получается как бы направление с запада на восток. Потому что я замечал еще и Васильева тоже. И Менхун говорит, их ведет с запада на восток. Говорит, почему, говорит, так? А потому что была уже тогда теория вот эта развитая была о монголах, что они там с востока пришли, там и занимались. Ну, говорит, язык у него точно не был тот, который мы называем монгольский. И ведет их Менхун, говорит, с запада на восток. Но получается, так ведет их с запада на восток и арабы на Осир. Допустим, если он пишет там о татарах, очень много. Татары, говорит, это большое племя татарское, тюркское, говорит, народ, в смысле народ. И у них царь, говорит, Чингисхан. И вот они, говорит, эти татары еще в древности, говорит, до него в древности, это до 13 века, в древности, говорит, они проникли за Туркестан. Туда. Значит, в сторону Китая они проникли. Он смотрит с Масула, он жил в Масуле сам. То есть он тоже с запада как бы смотрит, с юго-запада. И за Туркестан, значит, получается отсюда туда. Получается всякое. Потом вот я поэтому уже как бы пришел к убеждению, что как всякое с запада на восток шли. Средняя Азия, ну как бы ареал вот это, возникновение, формирование татар, это как бы Средняя Азия получается частью, западная часть, и Дон, Волга, эти части. Ну, я, конечно, не скажу, я таких глубоких таких исследований не вел, но взгляд вот этот просматривается. Поэтому я привел уже в дальнейших работах вот именно вот эти факты, что именно до монгольских нашествий наблюдается наличие татар. И многие об этом пишут. В западной части Поволжья, вот здесь, вот, допустим, Кыпчаки, это уже и западные авторы пишут, и восточные. И потом уже пишет Илья Челеби, что он изучал арабские источники, персидские, фарси, латинян, работы юнанов, древних греков, то есть и турецкий автор, его турецким автором называют. И вот он тоже не высвечивается, но он говорит, что впервые землю татарами украсил Творец. А арабский язык после татар уже появилось. Ну, вот такие вот, они как бы наперекор науке. Получается, они не противоречат современной науке. Поэтому я уже дальше начал остерегаться утверждать, допустим, что некогда был тюркский каганат в VI веке, там был народ такой тюрки. Я просто чисто факты беру и их выстраиваю уже как бы самостоятельно, стараюсь строить логическую цепочку, и это получается. Поэтому вот эта монография, я вот это все изложил там, и плюс еще тут среди тюркских народов работа такая ведется, что татары были чужды и тюркам, как бы народом. И поэтому я и в этом направлении прошелся, и в направлении того, что вот историческое место татар несколько иное было. Не монголы пришлые, чужие для нас, построили Золотую Орду, а построили эту Золотую Орду, даже, скажем так, саму империю, вот эту монголо-татарскую, наши предки сами построили. Движение было. Было начато движение Чингисханом, а потом уже к нему примкнули другие. Русские, там, таджики, многие там были. Поэтому племена, вот Дашты Кипчака, вот тюркские какие там тогда были. Поэтому то, что у нас забрали, это опыт государственного строительства, например, историю, самостоятельное развитие политики, это должно было быть возвращено, по моему мнению, не должно быть возвращено. Поэтому
этим я завершал. Ну, я писал еще там участие русских в делах и войнах татар, как венгры писали в свое время, католики, разведчики и миссионеры. Но миссионеры, они были разведчики. Сейчас за мной многие историки повторяют, разведчик и посол. Потому что если он посол, он конкретно, конечно, разведчик. Он добывал сведения для политиков, для политических действий, для политических решений. Поэтому миссионеры, поэтому они давали сведения такие, что там, после, конечно, может, при публикациях они корректировались, эти источники, ну, чтобы высветить немножко с неблаговидной стороны наших предков. Но были такие, допустим, о наличии татар в Восточной Европе, то нашествия до войны тоже были. Допустим, есть такие сведения, они дают правдивые сведения своим говорят. Поэтому и насчет участия русских тоже было. Эти данные католиков я там в книге отразил, чтобы уже как не было противопоставления. Поскольку даже печать вот эту вырезал ханскую, там русский мастер, и венгер пишет один, что католик пишет, что вставки, говорят, столько русских у них, говорит, вот до нашествия, у татар, говорит, столько русских, они, говорят, очень высокообразованные, в основном клирики, ну, священники. Они самые образованные люди были тогда священники. И умные, ну, такие развитые. Они владеют, говорят, французским языком, венгерским, вот эти русские, говорят, латинским многие, говорят, и очень много, говорят, у них. И они участвуют в делах и войнах татар, говорят, некоторые по 10 лет, некоторые по 20, а некоторые по 30 лет и более. А это он пишет где-то в 1240-х годах, в начале. 30 лет и более, это еще и Калки не было. То есть это еще только Пекин даже не взяли татары Чингисхана в то время. Так что такие удивительные факты, они просто так не писали. Но они, эти факты уже подтверждаются другими фактами, с других источников, с других времен, от других народов, которые происходят, других авторов, которые совершенно не связаны между собой. А они связываются только тем, что они совпадают, подтверждают одно и то же. Поэтому я в монографии это изложил, и эта монография проходила проверку, скажем так, рецензирование. Я сначала Исхакову отправил, просто так позвонил, я его не знал раньше. Я говорю, вот вы говорите, что татары, то есть такое у него было, где-то в работах, выступлениях проскакивало, утверждение, что он заявлял об этом, он первый об этом заявил, что да, вот этих вторжений монголо-татарских были, татары проживали еще там, видны там, и арабские источники об этом говорят, Дышки Кипчаки, да, при Черноморье, по Волжье. Он говорит, да, говорит, есть такое. И я говорю, вот у меня работа туда-сюда, он говорит, ну давай, работу отправляй, я посмотрю, прочитаю, если будет достойно, дам рецензию. Ну, он долго читал все это дело, и он рецензию мне дал. Я с этой рецензией пытался это все опубликовать. Где-то я 120 изданий отправлял. И, некоторые просто молчали, некоторые писали, что Веча, например, мне написала, что хорошая работа, но идеологически нам она не подходит. Мы не можем это публиковать. И потом в Казани, после Миркасым Усманов, покойный Миркасым Агай, он был тогда заместителем Академии наук, главой Академии наук Татарстана. Они проверяли еще. И, наконец-то, решили эту опубликовать в Казани. Вышла эта книга, она пошла в печать в 2007, а в 2006 году. И вот одновременно алгоритм, я ее раньше не знал, кто-то мне подсказал алгоритм, они сразу взяли рукопись и решили публиковать тоже. Но это была уже вторая книга моя, «Корона Армянской империи». Поэтому они как бы одновременно почти вышли. Там технические неполадки были, в алгоритме было раньше, должна была раньше выйти «Корона Армянской империи», а Чингисхан и татары первые вышла монография. 1000 экземпляров всего было.
а это за государственный счет издавали, был тираж 1000 экземпляров. Он разошелся сейчас, что у меня у детей по одной книге осталось. Мне писали, что в библиотеке есть, Республиканской национальной библиотеке. Когда я в Министерство культуры Татарстана писал, что книгу ищут многие люди, неплохо переиздать, мне ответили, что есть, могут обратиться, дай прочитать. «Корона Ордынской империи» 3 издания выдержала. Это частное издательство «Алгоритм», вы знаете, московское. Там и татары, и русские работают, поэтому они издавали, потом я корректировал, дополнял. 3-е издание издавали в 2013 году, и вот столетие Гумилева было в 2012 году, тоже издавали. Но в «Короне Ордынской империи» я уже дополнял, как раз я опровергал, критиковал. Или опровергал, или критиковал, я старался опровергнуть, но говорят, что получилось, пишут многие, что получилось. Когда споры было или иго, там советуют прочитать эту книгу. Я именно то, что нашли, сначала именно вот то, что место роль татар, это то же самое, что в монографии Чингисхана и татары было. И еще опровергал вот это вот нашествие, завоевание кровавые, вот то, что Преображенский пишет. Кстати, там пишется, что именно татары, не монголы там, не монголы-татары, а именно татары напали на Русь, брали Рязань, там всех уничтожили, потом Владимир штурмовали всех, чтобы сломить волю сопротивлявшихся осажденных, там защитников города Владимира выгнали босых, там раздетых, разутых на снег, зимой в мороз, ну, перед стенами крепости там, хотя наоборот должно быть, если такими вещами занимаетесь, осаждающиеся, то упорство обороняющихся только возрастает от этого. Тут ученый решил, что так вот показать надо татар. Ну, и там еще и подытоживается это все тем, что характерно, об этом нельзя забывать и сегодня. Понятно, да? Отношения. Вот так строилось, теперь главному, так строилось отношение между русскими и татарами, между двумя самыми крупными нациями России, нашего Отечества. Именно на этой истории. Ну, люди вот читают историю эту, но тем не менее не поддаются. Люди в бытовом уровне видят русские, кто такие татары. И я вот живу, сколько уже 50, ну сколько, 45 лет сознательной жизни будет, я такого не встречал, чтобы вот мне говорили. Ну, именно под влиянием идеологии, что вы вот такие тростяки, ну, очень редко так, но чтобы отношение такое основное было к татарскому народу, такого я не ощущал, но факты есть, что именно это влияет на отношения, конечно, на место наше, на бытие татар. Поэтому и основная моя была еще одна задача, скажем, поставленная перед собой, именно вот это вражду вот эту нейтрализовать, которая насаждалась в этой идеологии. Ну и происхождение этой идеологии я тоже объясняю в своих работах. Нужна была с приходом где-то в начале 17 года последний ордынский царь, режим в Московии, именно в Московии он был, его таким называли татарин Годунов, Борис. Татарин за малюты. Сам владей, ну, в душе побачил, как писал Пушкин, тоже под влиянием этой идеологии. После этого приходят к власти Романовы. Это не я придумал, это уже впереди, которые у меня работали, они уже знали это, писали, что Романовы именно про западные. Это писал Ключевский еще в 19 веке, что Романовы именно про западные были западники, про западное правительство, они слушали советов указаний с Запада, именно они ввели крепостное право. После этого уже ужесточилась эта система, и пошла вот эта вот система, этот режим пошел, закрепившись в Московии, на Руси Московской, которая уже объединенная была, оставленная ордынцами, оно пошло на территорию восточную, на территорию Татарии, в смысле, в широком смысле Татарии, которые изображали
западные авторы своих картах, которые сохранились вот эти карты. И установление, тогда уже было установлено, вот именно как писал Трубецкой, романо-германская ига. Именно, ну, где-то оно закрепилось со времен Петра. Уже сначала оно так наслаждалось, работали над этим, и со времен Петра оно уже установили. Вот тогда необходима стала идеология, чтобы замутить, чтобы столкнуть людей и разводить их, как говорят, ну, проще говоря, разделяя властвуй. Если, допустим, народы будут между собой дружить, русские татары и прочие земляки, то трудно будет, допустим, если их давить, покорять чуждому государству, расположившемуся в стране как оккупационная армия. Это не мои слова, это оценка Герцена. Как раз романское правительство такую оценку давало. Поэтому и нужна была вот именно эта идеология. И все авторы замечают, что она начала вот распространяться, силу набирать, принимать научную форму уже такую. Это именно в XVIII веке. Сначала вот с XVIII века. Поэтому и оно осталось так, уже как научно подтвержденное, оно идет как бы по инерции. Большевики тоже это применяли, использовали в своих, ну, в своей деятельности политической. Им нужно было, конечно, нивелировать советский народ, это все превратить в нас. Поэтому и так оно и теперь досталось нам в России, новой России. И у нас она осталась. Но теперь другая волна. Теперь у нас гласность, мы можем говорить, у нас нет цензуры, поэтому пошла волна такая, что критиковать эту научную историю начали многие. И впереди, я не первый, до меня уже поработали многие. Ругают, очень остервенело, чем доказательные работы историков, которые, ну, независимо, тем остервенели их, ну, более остервенело их ругают историки профессиональные, скажем так, поскольку имеют они, поскольку они имеют, поскольку у них титулы есть, положение в обществе, в общем, наработанные, именно держится оно на старых вот этих канонах, на старом курсе истории. Ну, после короны Ордынской империи, ну, работу я продолжил, как вторая была книга, меня нашли. Уже подвижники татарские ко мне начали обращаться и говорят, что давайте будем серию основывать такую, ну, извините. Ну, по следам черной легенды, это вот мы серию организовали, и по следам черной легенды книга уже обосновала вот эту серию новую «Татарская история России и Евразии». Именно вот мы старались показать уже истинную роль татар, более выпукло, более обоснованно. И продолжение уже вот этой по следам черной легенды. И в серии, второй книги серии вышла «Великая Орда, друзья, враги и наследники». Там я более связь показал уже, более критиковал противопоставление русских и татар. И роль татар вот, более в происхождении других народов. Как Усманов, Касым Усманов писал, что вот эти народы после распада Золотой Орды, которые возникли, например, узбеки, вот, турки, они истоками имеют именно как средневековый татар народ. Ну, вот после возникла идея такая, что надо бы это преподнести народу, объяснять, уже более популярную книгу написать в этой серии на основе тех книг. Поэтому тогда уже у нас возникла идея написать книгу «Наследие татар», более проще,
выдержала более и объемом меньше. Но объемом, как бы ни старались, она уже меньше предыдущих, конечно, книг. Язык тут мне помогали вот Шахар Китапче, соавтор, в подборе материалов, другие помогали, финансирование и издание. И после мы подкорректировали вот это третье издание книги «Наследие татар». Это, ну, факты там приводятся многие и обосновывается именно точкой зрения положительной роли татар и значительной роли татар в истории России и в Азии в целом. Ну, главы тут изложены. Иллюстрации, жаль, мы не сможем показывать вам. Проект не работает. Да? Так. Ну, сначала о чем эта книга объясняется. То, что подлинная история татар, как выражался Дамир Исхаков, она не написана подлинная история, это исторического народа. Поэтому есть необходимость в том, чтобы развеять клевету как в отношении русских, так и татар. Это уже слова Гумилева. Это вкратце объясняется. После этого, ну, мы композицию изменили, если кто читал предыдущие издания, и дополнили ее слегка. Композицию изменили, глава 1, татарские слова в русском языке. То есть влияние татарской культуры, в целом татарского народа на культуру, на материальную культуру и на духовную культуру России и русского народа выразилось в том, что татарские слова в русском языке в изобилии имеются. Там переводы слов приводятся, не все, конечно, слова, чтобы все слова привести, анализировать. И вот тоже говорили, вот слово такое, я приводил там, по-моему, или нет, его перевод не давал, каламбур, например. Каламбур, есть толкование такое, чисто про западное слово каламбур, вот сейчас только перед началом нашей встречи мне говорили, каламбур это из татарского слова, из татарского языка слова. А объясняется, что это с французского, там более культурного, конечно, языка пришло якобы. Но каламбур это конкретно калямбур, вертеть перо, писать. То есть замысловатое выражение такое. Вот эти слова в русском языке, ну, например, мало кто знает, арка тоже, вроде архитектура, с архитектурой. Мы же были кочевники вроде как по науке, наши предки, то есть никакой культуры не было, ничего не строили, только разрушали, ходили по всей Евразии. И занимались грабили, вроде бы, по науке, если. А почему? А из татарского языка что-то арка, чердак, сурьма, например. Много таких слов, поэтому вот это мы стараемся в этой книге объяснить, вот это почему слова и именно значительную роль истории татар, истории Евразии. Потом второе, татарские топонимы Евразии. То есть татары нам объясняют, что жили где-то булгары, то есть на Поволжье жили булгары, из них вот эти наши, мы, то есть современные татары, из них произошли. Совершенно другой народ и дал нам начало. А те татары, которые упоминают множество авторов тех времен и разных самых разных народов, но те татары к нам отношения совершенно никакого не имеют. И поскольку выясняется еще положительная роль тех татар в истории, значительная роль, тем более это усиливается со временем этой работы. Поэтому татарские топонимы Евразии приводят здесь. И не все, конечно, все их невозможно привести, но выборочно и наличие их по территории, начиная от Венгрии, Болгарии, вот как субконтинент Евразия, говорит Гумилев, откуда начинается с венгерской пушты, с Причерноморья и вплоть до Хинкана. Это граница субтропиков между Китаем и Монголией. Собственно, Монголией, там внутренней и внешней Монголии. Там, когда уходит плато, вниз срывается, вот где Ханбадык, Пекин, этот город на границе примерно стоит там.
вот до сих пор как бы одинаковый ландшафт. Ну, изменение климата есть, и вот этот ландшафт объединял вот эти все народы, которые там жили, наших предков, которые существовали. И был суперэтнос евразийский, которые могли друг с другом сотрудничать и сосуществовать достойно. И поэтому, а вот эти все территории объединяют, они густо насыщены татарскими топонимами. Именно с татарского языка они происходят. И, допустим, Байкал – это Байкуль. Именно я показывал в своей книге, как Чингисхан и татары, и в короне Армянской империи, что татары и на Байкале жили. Буквально источники говорят, что вот татары там жили, есть топонимы очень похожие, и даже другой источник татарский говорит, что вот легенда о роде Чингисхана, там как раз совпадает топоним Мальта, село Мальта на Байкале, как раз где бабушки Чингисхана, там родители жили. Как бы. Ну, это легенда, но легенда содержит факты, какие-то факты, которые до нас дошли. Вот так же, как легенда о Трое содержала факты, по которым археологи нашли город. Есть такое. Поэтому эти легенды это тоже. Эти легенды эти тоже ценной информацией обладают. И вот поэтому, чтобы человек, читающий, обративший внимание на эту книгу, сразу понял, что топонимы, они не просто так татарские по Евразии рассыпаны, а это следствие чего-то. Потом татарские фамилии в русском народе. В русском народе огромное количество татарских фамилий. Многие фамилии, они как в русском народе имеются, среди русских и среди татар имеются. Например, Сакуров есть татары, Сакуров есть русские, Нагаева есть татары, есть русские, которые уже русскими себя считают. Поэтому это уже говорит о глубоком таком взаимопроникновении, даже не то, что взаимопроникновение, а о том, что Гумилев писал, подтверждает слова Гумилева, о том, что татары народ не вне, а внутри нас. Поэтому и потом главу мы привели примеры поэзии средневековых татар. Это предложение было моего соавтора, материал он подбирал. Тоже опровергает тезис о том, что татары имели низкую культуру. Вот господствующий в Золотой Орде, например, народ. Именно из среды татар и учились в столице Золотой Орды, в городах Поволжья. Вырастали эти поэты, примеры поэзии. Они официальной историей объявлены просто тюркскими или среднеазиатскими. Ну, уловки всякие применяются. Ну, примеры поэзии приведены. Потом глава 5 о том, что когда татары исповедовали ислам и христианство. Начали исповедовать ислам и христианство. Тоже кривотолки разные есть. Есть тут влияние, конечно, персидских и ближневосточных авторов насчет ислама, что нам из Багдада привезли ислам в Поволжье. Но из истории есть другие факты о том, что Поволжье это 10 век, что в Поволжье привезли и насадили ислам тут, как бы нам подарили. Такая культурное посольство было. Но есть другие факты о происхождении ислама и о веровании наших предков. Поэтому я туда включил эту главу, что гораздо ранее, даже при жизни, даже в этом виде ислама, который уже Мухаммад, единобожие, который не способен был Коран, и Мухаммад, Пейгамбер, мир ему, и благословение Аллаха, он распространял тогда. И в этом виде уже даже при жизни Мухаммада принимали татары, уже исповедовали татары этот ислам, эту веру. Есть такие факты, и эти факты были там изложены, приведены. И насчет христианства я изложил мнение, конечно, самих татар-христиан, таких более просвещенных представителей татар-христиан, как Сысоева и Бухарова, что где-то еще в 7 веке, а то и ранее, может, татары начали исповедовать христианство, татары-христиане. На
я согласен с ними, с моими братьями, так, татарами. Да. Ну и о вере там я еще, конечно, мы показали, что сильны были татары тем, что была веротерпимость. Это еще задолго до буржуазных вот этих идеологий о равенстве, то веротерпимость уже была предписана, если законом, в правоустанавливающем виде эту норму были приняты уже веком Язу Чингисхана и исповедовались татарами издревле. А вообще в менталитете татар было издревле, это веротерпимость. И они сами говорили, Бог дал людям веру, пути разные, как 5 пальцев на руках. Поэтому Бог один, а веры разные. В принципе, это признают более просвещенные религиозные вот, теологи, и мусульманские тоже, что Адам, Гайса, они и прочие пророки мира, Муса, они все были мусульманами. Ну, то есть они исповедовали единобожие. Тут принцип основной был единобожие, то есть признание одного Бога, никого кроме Бога, высшим Творцом. И владыкой мира. Поэтому уже божественным признание божественным что-то другое, это уже как бы язычество. Поэтому это много, кстати, про Чингисхана очень мало пишут, то есть про это, как его, про его теологические такие высказывания. И много есть материала, но я все не смог еще привести в книгах, это отдельные книги надо, конечно, там такие есть слова, что показывают ему очень такую продвинутость большую. Он даже критиковал некоторых мусульманских священников, что как, говорит, нельзя, говорит, Бога вот, повесить в одно место. Там вы не можете, говорит, сказать, что он в облаке или там в камне каком-то, его больше и вот они силы было в чем Простите, не делили людей. Кто-то, конечно, людей поверили, а которые делали по-другому, они объединяли на это людей. То есть на вероятность, на равном отношении к человеку. Возьму. Раз я там есть. Салям. Ты почему меня не пригласила Сабантуй? Что? Почему меня не пригласила Сабантуй? О, я всех приглашал, я не знаю, как выпал. Она мне дала. Как это? Я пришел бы, вот я в Пушкине был, выступал. Здорово. Не знаю. Ну, дальше уже мы излагаем в этой книге в главе 6. Весьма важное, но не очень известное о современных татарах и татарском языке. Ну, тут это именно квинтэссенция как бы всех работ, чтобы человек прочитал, понял основные как бы наши тезисы и обоснования прочитал. Поэтому тут момент какой. Вот многие думают, у нас теория какая? Научная, скажем так, как этнология, там, тюркология. Считается, что были народы такие тюркские, разные турки, древний тюркский народ и разные народы, и кусочек там где-то сбоку татары. Ну, или даже, может, они не тюрками вообще были, там такие есть, может, это было поносное слово, ругательное вообще. И так, и в западном мире как бы ругательное оно было, и в тюркском мире ругательное было. В китайском вообще варвары называли татар, татары это слово варвары означает. Но оказывается, это совершенно не так. Например, язык татарский и о языке татарском, допустим, это тоже отражает, уже как бы проявится историю, центральное место татар в истории. Язык татарский, он чисто по объективным признакам, он центральный в тюркском мире. Это не мои изыскания, не мои наработки. Это ученые-лингвисты работали, поэтому я их мнение привожу.
что именно центральный в татарском языке где-то процентов 80 слов всего тюркского мира сконцентрированы общих выражений. Поэтому, если татарский язык, человек, знающий татарский язык, он может легко обучиться, допустим, другому тюркскому языку, перейти, допустим, обучиться тому. А вот, допустим, других, узбек, допустим, азербайджанскому, ему труднее будет научиться, чем татарин азербайджанскому и узбекскому сразу. У него больше, поэтому как бы, это показывает центральный характер татарского языка. В мире, вот в тюркском мире, 350 миллионов тюрок по всему миру. Поэтому вот этот момент, это имеет именно исторические объяснения, что татары были, народ татар такой, который, как бы признается, его не было. Это было центр тюркского мира, вот эти средневековые татары. Часть их, они, вот этот народ, конечно, часть осталась у нас, сохранила название татар, частью не сохранено название татар, того народа Чингисхана. Многие понимают это, казахи, например, это прекрасно понимают, и да, говорят, да, вот при беседе, да, говорят, правильно, мы один народ были. Вот часть у нас в казахах осталась, часть, там, допустим, в башкирах, часть у нагаев, и как бы этот народ, и этнос этот до сих пор как бы жив, как бы центр тюркского мира, это проекция. Поэтому, если тут в чем еще смысл вот этой концепции? Смысл в том, что, допустим, имеет современное значение, я вот пытался объяснять многим татарским общественникам, но не знаю, кто понял, кто нет, и, в общем-то, и российским, там, многим политикам, скажем так, но многие понимают это или опасаются имени татар. Просто это уже как бы психологически влияние имеет вот этот татар, отрицательное значение, как бы иметь не должно по науке, идеологии научной, которая у нас есть. Но центр тюркского мира именно связан со словом татар, с народом татар. И сейчас, допустим, Турция претендует на центр тюркского мира, с одной стороны. Турция это как бы в лоне НАТО, западного мира. Они перетягивают тюркский мир к себе, как бы. Центростремительный такой процесс у них. Если вот эту концепцию принять, то у нас центр тюркского мира будет Россия. И многие это поймут. Кстати, я это понимаю, они знают это, вот эти многие тюрки, казахи, допустим, узбеки. Узбеки это откуда народ, допустим, пример, отступление большое сделали. Узбеки народ, такой народ это конгломерат. Вообще-то это узбекская нация, это конгломерат разных народов и племен. Откуда название появилось? Нация узбекская появилась в 1921 году, когда узбекские республику делали, Туркестан, большевики. Также уйгурская нация возникла, там тоже конгломерат разных. Раньше эти народы Восточного Туркестана назывались татары Восточного Туркестана. В Узбекистане узбеки возникли из названия племени, клана. Это узбековичи. Они все ушли, когда была вот эта вся междоусобица в Золотой Орде в эти времена. Они уходили в Среднюю Азию, многие там оседали, узбеки, узбекляне. Вот татары говорят по предводителю, допустим, в татарском языке характерно, допустим, кто с ним, с узбеком, допустим, это узбекляне, узбеки. Кто с колчаком, это колчаклар. Вот старухи нам рассказывали в детстве, вот колчаклар Кильдиля, колчаки пришли. Колчаковцы, значит. Поэтому оттуда и пошло название. Как назвать? Самый влиятельный клан какой? Узбеки. Народ какой? Узбеки. Кто более менее, тот узбек. И среди них, вот Исхаков говорит, да, они же, говорит, татары, говорит, там, говорит, процентов 20 точно, говорит, этих узбеков. Ну, и по лицу там видно вот это. Поэтому вот среди разных народов, вот этих представителей татар, и они друг другу знают, кстати, они как бы отношение такое все по языку, они как бы, как говорил Гумилев, это этнос, народ, это организм единый, и он связан не просто там языком, допустим, по-русски говорим мы, татары, они друг друга мы понимаем, как узнаем как-то. У них стереотип поведения у представителей этноса, поэтому они узнают как бы на подсознательном уровне, друг друга узнают. И если, допустим, они меняют свое, допустим, башкир назвался, допустим, татарин или, допустим, другую нацию название принял, там уже как бы непонятие могут возникнуть.
возникать такие напряжения в обществе. Я об этом писал, в выступлении тоже вот направлял. Статья у меня там опубликована была. Поэтому, если мы восстанавливаем подлинную историю, то у нас центр как бы проецируется автоматически тюркского мира, это Россия. Это тоже, эта мысль тоже, как бы концепция, тоже я хотел это сообщить. Ну, о современных татарах я вот тоже отразил, что именно среди других народов, не то, что там есть вот бывшие племена, которые сохранили это, я больше отработал в книге «По следам темной легенды», а именно, что они даже этническое название еще сохранилось. Вот, часть этноса там осталась, допустим, татар, у узбеков там клан татар, допустим, даже у маньчжуров там осталось, там тоже оставались, и среди них даже сохранился вот клан такой, род даже татар. Вот эти я отразил. Потом сведения из подлинной истории татар, это в главе 7, отражали мы. И что сообщают о себе татары прошлого, о себе, и какие сведения о них оставили им современники. Тут чисто проекция конкретно. Именно вот я в Магаке пример привел, именно истоки откуда, Абуль-Гази. Вот Абуль-Гази сообщает такие факты, например, в своей работе «Родословная история о татарах». Это была переведена и переименована «Родословную историю тюрок», это книга. И со временем так она как бы думает, что это «Родословная история тюрок», Абуль-Газар именовали, говорил, писал, и писал из своего, для своего сына доводил. Но эту книгу переводили, постарались перевести на русский язык шведские офицеры. Они в плен попали под Полтавой и отбывали ссылку в Сибирь. Ну, там отношения другие были, там, видимо, еще с Татарией. И они оказались в Сибири, в Тобольске, и переводили вот это, попало в руки им, они поняли, что это история татаро-родословная, и они попросили, там, Мулла перевел татарский. А русский писал сидел. И вот эту, из этой уже перевод, этот уже дошел до нас, перевод того перевода русского. На английский, французский и обратный перевод вот к нам пришло, а подлинные такие его не нашли. Я об этом хорошо написал в своей книге «По следам темной легенды». Объясняли, здесь тоже отразил это. Вот он пишет, что, по его сведениям, получается, что за 4000 лет еще Кыпчак, предводитель из родов татарских, основал государство в Поволжье. Поволжье, на Каспии частично вот, объединил там русских, башкир, башкиры называли венгров, уральских тогда, башкирами, на персидском. Вот, и создал это, ну, он говорит, это его данные, что 4000 лет, что интересно, Аркаим, это тоже где-то 4000 лет назад. Город Аркаим обнаружили, и вот так обнаружили факты, они друг друга как бы подтверждают. Аркаиму, городу, тоже 4000, его тоже легализовали только вот года 3 назад, да, где-то. В 87-м еще обнаружили. Вот, такие факты много приводит он. И именно Акусхан он связывает с Чингисханом, и все полностью противоречит как бы официальной истории. Но данные Абуль-Гази опять подтверждают родословный Кыпчак, рода Кыпчак. Опять же, и они подтверждают, они независимо друг от друга написаны. Потом, как западные подтверждают, более объективные немцы, допустим, Алиари, также подтверждают и Плечи, Либи, опять же. И они как бы вместе вот эти источники из разных источников складываются в ясную картину, которая противоречит официальной истории. Поэтому вот эту всю историю, это я отразил в главе 7 приведимой. Потом истоки Великой Татарии, союзники, противники татар, Великий Азов, татарская правда. Почему объединялась Татария и как она объединялась. И кто были союзники и противники, центры мировых цивилизаций, противостояния в этом было замешано. Ну тут как, нельзя сказать, что какой-то народ был плохой, а который какой-то хороший. Допустим, мы не можем сказать, что западные европейцы, они плохими были. Или китайцы были плохими, они воевали с нашими предками. Или же ближневосточные, там персы, допустим, противостояние было конкретное, за Средней Азией в основном. Но не из-за того, что плохие, кто-то плохой, кто-то хороший. Среди каждого народа есть хорошие люди и плохие люди. Всякое есть. Но каждому свой народ ближе. Но поэтому тут объективно складывалась ситуация, но есть среди каждого
объединений больших, между каждыми большими объединениями, то конкуренция. Есть конкуренция, и эта конкуренция приводит к столкновениям, к войнам, и поэтому уже исторически объективно складывалось так, что три центра мировой цивилизации — Запад, Ближний Восток и Дальний Восток. Это китайцы в основном. Там и маньчжуры были, и многие. Давайте. Поэтому это противостояние отражалось, и как в ходе этого противостояния рождалось государство Великой Татарии. Какие вопросы есть, если что? Допустим, я вас, может, утомил. Можно я начну? Поинтереснее. Микрофон. У меня просто вопрос. Только вопрос. Мне микрофон нечего говорить, я просто хотела... уточнить. Предложение, чтобы микрофон Да не надо. носили к товарищу вопрошающему. У меня вопрос к Галии Эфенди. Я хотела спросить, существует ли у вас своя историческая версия роли татар вообще в цивилизации российской? Вот можете тезисно изложить? Вот я считаю, что татары там родились в Центральной Европе, как вы сказали, да? Вот вы с 7 века изучаете, вот можете тезисно сказать, вот в чем различие у вас от официальной версии, государственной? Я понимаю, что там многие вещи у вас подкреплены историческими материалами, архивными, все это понятно. А вот стройная такая концепция есть или нет? Или вот просто... Вот скажите, вот коротко, вот исторический экскурс, с чем вы не согласны? Вот в хронологии. Нет, с чем я не согласен, это вы уже... Нет, в исторической хронологии, тезисно. Тезис не изложу. Вот, с чем я не согласен? С чем я не согласен, что татары, в принципе, и народом-то не были никаким. Не было такого народа, как бы, если мы будем конкретно официальную историю читать. Были наши предками булгары, ладно, частично хорошими там. А если татары, там истории, которые упоминаются, это был не народ, а некоторые говорят, племя было, даже монголоязычное, которых уничтожил Чингисхан. Там, они такие подлости творили, что Чингисхан их уничтожил. Потом эти татары где-то почему-то появляются в Казанском ханстве. Они там верховодили, угнетали мирных булгар, наверное, так получается. Они тоже творили зверства. В Крыму тоже. Они воровали крестьян, там угоняли в рабство. В рабстве держали 200 тысяч русских в Казанском ханстве, например. Босиком они ходили зимой, да. Непонятно, в что их одевали. Потом Иван Грозный их освободил, ну и мирных, там других мирных земляков освободил, которых угнетали татары. Ну, в общем, я вот выступаю против, как я говорил. А тезисно, если, допустим, татарский народ был издревле, как он упоминается древними авторами, как раз вот, что сообщает, как раз это нам сведения о подлинной истории. В главе 7 мы короткий и тезисно, я постарался это изложить. То есть татарский народ в древности был, как упоминают древние авторы, издревле идет. Если буквально сказать, Господь Творец первыми украсил татарами землю. Потом уже арабский язык появился. Ну, касательно арабского языка, Череби пишет, упоминает славяно древних авторов, там, латинских, греческих и прочих, персидских. И из древности идет. Откуда они именно как появились, откуда появились, ну, я не могу сказать, я не Господь Бог. Откуда именно конкретно, как они появились, татары, да? Но они уже были издревле, вопреки утверждению официальной истории. После этого, как Магаки говорит, вот это место, говорит, где они, самая историческая родина, говорит, этих татар, это, говорит, Скифия. Татары и скифами тоже называли. Кто-то называл татар скифами, вот как русских тоже по-разному называют, немцев тоже по-разному, они сами так называют. Поэтому они издревле были. И основное, как показывают факты, это примерно от Причерноморья до Урала. Вот это место, а вообще центр, я вот тут писал, что от Аки примерно до Урала и от Камы до Каспия. Это место именно как бы сердцевина была татарского мира. И распространялись они именно по Великому шелковому пути, эти татары. Великий шелковый путь, как раз я не могу сейчас продемонстрировать, издревле лежал по своему северному маршруту. Проходил он начиная от Джунгарского прохода, соединял как раз вот эти мировые цивилизации. Я говорил, Дальний Восток, Среднюю Азию и Западный мир, и Ближний Восток. Как раз вот этот путь.
по нему потоки шли товаров и в основном шелка. Поэтому Великий Шелковый путь. Вот по этому пути татары распространялись. Они как раз через историческую родину татар проходил этот путь. Поэтому они распространялись, как я и говорил, в основном с запада на восток. Из Средней Азии туда, в сторону Китая. Поэтому и Васильев пишет, что уже в 7 веке китайцы отмечают вот этих, и местные там источники отмечают татар, как светловолосых по сравнению с другими местными населениями. А там возникают, и были они и в Средней Азии тоже отмечаются, и в Поволжье отмечаются. Поэтому, а именно вот это распространение по Великому Шелковому пути дало уже начало становлению вот этой империи Чингисхана, движения ордынцев. Поэтому вот это государство, объединение вдоль Великого Шелкового пути, там, где его влияние было послабее, где больше уже по сторонам, вот эта империя, она объединилась. То есть государствообразующим этносом вот этой империи был именно татарский народ, средневековый татарский народ. Не только потомки, предки современных татар, которые, допустим, сейчас в списочном составе есть 5 миллионов, не только их потомки, это немножко не так надо понимать, а именно средневекового татарского народа, потомки которых сейчас и среди народа в основном, как бы относительно в разных степенях, сохранивших название татар, крымские татары, поволжские татары, которые не сохранили название татар, но многие там племена сохранили своих предков, потому что считалось татар название поносным. Поэтому кто-то в невыгодных обстоятельствах, допустим, его спросят, как твоя национальность, допустим, ты с какого народа, ты кто? Ты татарин? Нет, он может сказать человек, я не татарин, допустим, я копчак, или я нугай. Тоже правильно, да? Можно понять этого человека. Значит, резюмируя, можно сказать, что, значит, татары возникли на перекрестии Шелкового пути, там начала мощно развиваться цивилизация, мы татары на этой земле жили вечно и никуда не уходили. Так, теперь, значит, еще кто там может задать? Мухаммад Афенди, давай. Вот Мухаммад Афенди, кстати, судился по поводу вот этого учебника. Рахман, по-русски, чтобы все понимали. Галия татарча именно başta biz tatarlar anladın mı sözü Галия efendi biz sizge bana biz kitabımı böyle gitmekçi olur. O toponimический словарь Мещерина. Bana bu biride bana toponimika turunda. И вот насчет татар хотел бы сказать, там тоже татары. Татары происходят от слова татар, потому что человеку наименование не может чужой народ дать. Он свой народ дал от слова такое. Потому что, как говорит это самый Мирфатых Закиев, он пишет, что в 7 веке уже были известны татары. В 7 веке, до нашей эры. Значит, до нашей эры в 7 веке были известны татары, а в широком смысле татары стали известны только в 14-13 веке с Чингисханом. А почему же так получилось? Ну, с одной стороны, сейчас я объясню. Вот тюрки. Тюрки появились официально в 6 веке нашей эры. Но они что? Сошли с дерева в 6 веке. Их не было, что ли? Нет, они были. Но они имели другие названия. А там чуть ли не 1000 наименований тюрков, как называют. Утригуры, сарацины, там, акациры. Копчаки. И половцы, и другие. Вот сотни это самых наименований. А потом, когда в 6 веке построили вот это государство, тюркский каганат, и появились тюрки. То есть название вот это появляется с образованием государства. Подожди, сейчас, не спеши еще.
Сейчас я... Одну минутку, сейчас. Ну, вопрос задам. Какой вопрос? Сейчас я тебя... Подожди, не перебивай. Вот. А вот и татары. Когда вот это... Галия Афанди правильно сказал, что это вот это шелковый путь охраняли татары. То есть татары. Он охраняли это самое шелковый путь, там у них были и ямы были, где они держали и лошадей, и верблюдов держали. Но если там допустим, торговец попадал в какую-нибудь беду, или там потерял, или там в реке утонул его товар, он подходил к этому татарину и спрашивал у него: ты мне дай в долг дирхемы или товар. Это вот, кстати, это написано, я беру из книги Фадлан ибн Фадлана «Путешествие его на Волгу». Это там он описывает, приходит там тюрк, и к тюрку, он там не говорит это, говорит, приходит к тюрку и спрашивает у него товар. Тот ему дает товар. Тот говорит: ну ладно, я потом проторгуюсь, там вернусь и отдам тебе долг. Ну хорошо. Потом караван, когда возвращается обратно, он идет, а этот, который у него занимал долг, у него нет. Он где-то пропал. Он идет к караван-баши и говорит: а где тот? А тот, говорит, сбежал. А ты тогда заплати за него. Он говорит: нет, я не могу за него заплатить, он сам должен, он же украл. Он у него говорит: хорошо, а где он жит, с какого города, с какой страны? Он брал адрес, садился на коня и шел, и находил этого должника, на шее вешал лямку и приводил его в рабство. Вот почему такой вот этот поговорка: татар бата хатер бата. Хатер это беда. Хатер это память, а хатер это беда. Вот откуда эта поговорка пошла. Ни один ученый татарин не объяснил вот это положение. Откуда это произошло поговорка татар бата хатер бата. Конечно, хатер-бат, если накинут тебе на шею лямку и повели тебя в рабство. Это же беда, естественно. Это не относится к... Так, ну давайте. Вот я хочу сказать. Вот отсюда люди читали эти книги, и до меня многие читали, и никто на это не обратил внимания. Кстати, об этом же пишет и Кеслер, Артур Кеслер, еврейский писатель, там тоже написал, вот, как это самые тюрки. Вот там пишет этот самый, вот караван 5000 торговцев, там 1500 там охранников, останавливает его тюрк, говорит там, Ибн Фадлан там его, говорит он, что якобы там какой-то бомж тюрк остановил и держал караван целых 2 часа и никуда не пускал. Пусть придет караван-баши ко мне. Как это может быть потребует бомж? Значит, это что тюрка потребует этого караван-баши, он пришел. Ему, значит, это было и у него положение такое. Он охранял таможни, был, тамга. Он собирал от этих караванов, что полагается ему. Поэтому он их приглашал. Да, сейчас я на вопрос коротко отвечу, потом Владимир Ильич дадим. Тут вопрос поступил такой: если можно, скажите, пожалуйста, несколько слов о татарской письменности. У нас, если официально, то татары пользовались письменностью арабской, на основе арабской графики. Это у нас было. До того вроде как и письменности не было у нас. Потом у нас латиница появилась при советах, заменена была далее кириллицей.
Но есть факты истории, называлось татарское письмо. Это венгерские миссионеры, во-первых. Письмо написано, то есть на татарском языке, упоминание татарский язык и татарское письмо. То есть уже мы знаем, из этого мы видим, что народ есть такой татар, и язык с языком, раз язык татарский, и письмо татарским письмом, языческие письмена, короче, они говорят там. Ну и они пользовались татары тогда уйгурским письмом, это ученое название, а современники называли это татарским письмом. Разные источники. Это была уйгурская письменность на 21 буква в алфавите. Кстати, поэтому многие слова искажены историками, когда их переводили. Например, письмо было уйгурскими буквами написано, вот этими, ну, уйгурское это официальное название, татарским письмом, на татарском языке пишет Карпиний. Он письмо привез по Перимскому от татар, если официально от монголов. И там как раз на печати сохранилось. Письмо это перевели сначала, потому что по-татарски никто не мог прочитать. У папы не было таких людей. Поэтому письмо написали сначала на татарском языке, буквально пишет Карпини, на татарском языке, татарским письмом написали, потом перевели на персидский язык, сарацинский, который они могли прочитать, люди были у папы в Европе. Перевели, а вот печать осталась, печать ханская, и там буквы, и там написано, потом перевел Менгель Улус, монгол Улус, переводит, это пелье, француз перевел, прочитал его как монгол Улус, после этого пошло монгол Улус, и все эти переводы, и говорят, монгол Улус, это значит, монголы сделали такой Улус, и это монгольская, это была страна, а написано было уйгурским письмом, если я вот брал, когда работал над книгой «Наследие татар», еще там упоминал, если 21 буква, там у них О и У, ну и так они созвучны на татарском языке, это одной буквой они, и многие тогда, поэтому слова искаженно получились, допустим, булгар, это, если на арабском письме это там гласными только передается, очень трудно согласными передавать, то есть наоборот, гласные передать, и если на уйгурском письме было написано, то есть болгар могло быть. Или болгар это значит сияющий. Откуда пошло? Потому что болгарцы сохранили это название. Ага. Наверное, это был город Болгар, а потом уже, когда надо было сделать это болгарами, народ, как бы якобы другой народ вместо татар там жил, тогда уже я это тоже отразил, показывал. Поэтому, а татары, китайцы тоже упоминают письменность, то есть 4 письма у татар было письменности. Они были очень развитым народом, потом это уже назвали другими. Поэтому издревле у татар было, вот хотя бы вот это уйгурское письмо, это было у татар издревле. Поэтому и арабское письмо, например, оно не арабским называлось, оно, кстати, называлось кимакским письмом. Вот это арабское, что интересно. Есть данные, говорят, что я не могу сейчас, надо, конечно, работу проводить, это можно найти. Было, автор один высказывал, что это называлось не арабским письмом, а кимакским письмом. А кимаки было государство, основанное татарами. Это факты уж конкретно. Это было на территории Урала, Башкирии, частично Поволжья. И до Каспия даже доходили они. Да, и вот именно это вот арабское письмо в Кимаках первое появилось, оно как бы с запада пришло тут сюда на восток, в Поволжье. Так, ну а сейчас Владимир Ильич хотел слово представить. Наш гость, Владимир Ильич, вы совершенно татарское письмо с русским письмом не связали Так, не превращайте в балаган наши предприятия. Конечно, ведущий наш виноват. Везде должен быть порядок. Выступающий столько минут, принять столько минут. Реклама. Да, правильно, хорошее слово. Уважаемые коллеги, друзья, с благодарностью принял
приглашения виновников сегодняшнего собрания. Не скрою, что это решение продиктовано только одним – благодарностью Галии Еникееву и Шихабу Китапчи за их благородное желание разобраться в истории своего народа. Разгрести те кучи околонаучного мусора, скрывающие подлинную историю великого народа. Сделано очень много, проработан огромный пласт первоисточников. Как результат написаны 2 книги «Наследие татар» и «Великая Орда. Друзья, враги и наследники». Это 2 книги, которые с огромным удовольствием прочитал. Скажу свое ощущение, когда читал эти 2 работы. Невольно ловил себя на мысли, что дышу удивительно свежим воздухом, таким, как после грозы, там, сейчас, за окном. Удивительно свежим, идущим от этих книг. Пью какую-то живительную влагу. Вот такие у меня были ассоциации, когда я читал эти книги. Так и хочется сказать спасибо матерям и отцам, родивших, воспитавших таких сыновей. Спасибо народу, который создает такие личности. Конечно, проведенное исследование – это только очередной шаг в восстановлении истинной истории своего татарского народа. И я искренне хочу пожелать авторам продолжить эту тяжелую, изматывающую, но очень интересную, захватывающую работу по установлению истины, подлинной истории, в том числе татарского народа. В процессе дальнейшей работы мне бы очень хотелось, чтобы авторы ответили на следующий вопрос. Почему страна, подарившая миру письменность, веру, выдающиеся достижения в политике, экономике, науке, архитектуре, в военном деле, пришла в итоге к тому, что распалась на карликовое государство, враждующее между собой. Чингисиды против тимуридов, уничтожение Рюриковичей, смута, приход западников Романовых и так далее. И, конечно, один из главных вопросов – это идеология. Сегодня мы о ней говорили здесь. Неспроста в нашей Конституции она отсутствует. А это значит, у страны не должно быть цели, а значит, не должно быть будущего. Американцы смотрели в корень, когда писали нашу Конституцию, как основной инструмент, преследующий далеко идущие цели. До нашей эры, в начале новой эры, в средние века, роль идеологии осуществляла в степи вера. Отсюда двуглавый орел. Одна голова – царь, вторая – патриарх. Один отвечал за прокорм, второй отвечал за идеологию. В Великой Степи это было тенгринианство, позволившее создать самое могущественное государство в мире. Религия, которая подарила языческому миру, в том числе Византии, Риму, Индии, Персии и так далее, единобожие. А ее богослужебные книги стали основой для создания иудейской, христианской и мусульманской религии, а также буддизма, зороастризма, манихейства и так далее. Почему эта религия была забыта? Почему ее храмы безжалостно уничтожались? Ну, спросите у наших священнослужителей, что такое колокол? Поверьте мне, 99% не ответят. А колокол – это тюркское слово. Моли небеса. Аллах. Что это такое? Акадил. И все эти обряды – это все наши с вами тюркские, татарские обряды, к сожалению, которые мы с вами забыли. Да что такое монастырь? Ответив на эти вопросы, мы осуществили бы тектонические подвижки миропонимания. Поняли бы, что роль Великой Степи в мироустройстве определяющая. Это помогло бы осуществить серьезные подвижки более тесным сплочением народов нашей страны,
ускоренных, центростремительных процессов стран СНГ в лоно своей когда-то единой страны. Кардинальные изменения в имплантации народов Европы, Ближнего Востока и Азии вокруг своей исторической родины, Великой Степи, ныне России. Позволит президенту нашей страны более динамично решать вопросы внутренней и внешней политики, в отстаивании суверенитета и интересов Родины и всех названных народов, от кучки международных новоришей во главе с Соединенными Штатами, возомнившие вправе решать наши с вами судьбы. Еще раз спасибо авторам и искренне хочу пожелать им дальнейших успехов. Спасибо. Вы не представились, кто вы? Владимир Ильич Колесник. Биографию, пожалуйста, расскажите свое. Это очень интересно. Я понимаю, что я злоупотребляю. Родился я в Абхазии, в городе Гудаута. Я внук репрессированных. Были сосланы, потом расстреляны. В детстве читал книжку, юноши, про Степана Разина. Я обратил внимание на такое словосочетание «сарын на кичку». Это, вернувшись с петербургских походов, он шел на штурм Астрахани. И у меня возник невольный вопрос, почему автор в уста якобы крестьянского вождю вложил эти слова, татарские слова. А потом Атила Великий, какой-то оттуда, и так далее. И, конечно, меня это до того заинтересовало, что я начал потихоньку изучать. Да, изучая официальную историю, которая была написана внуком шотландских королей, иезуитом Брюсом, благодаря которой пошла наша официальная история. Предприняли все для того, чтобы мы забыли, кто мы, откуда мы, и чтобы не понимали, куда мы. Закончил Ростовский госуниверситет, работал следователем, старшим следователем, потом был одним из руководителей УВД Ростовского облсполкома, поэтому переехал в Москву, был назначен начальником главка розыска России, потом первым заместителем министра внутренних дел России, потом заместителем генерального прокурора России, потом заместителем министра юстиции России, потом ушел в Думу, но все это время продолжал изучать историю. Я, конечно, совершенно не историк, я в этих вопросах дилетант, но на некоторые вопросы я, конечно, мог бы ответить. Вот говорят русский, а поверьте мне, 90% не знают, откуда пошло это название. И никто не вспомнит, что Великий Атила вместе со своим братом Бредой привели скандинаву Орду с царскими кровями. У них был символом сокола. И когда жители Шуи, то есть, видите, Великого Новгорода, обратились к ним и сказали: послушайте, цари, дома же бардак, приходите. И они пришли, им же переводчик, толмачить нужен был. Они говорили на одном языке. А Тур-Хейдан, великий исследователь, лет 10 тому назад, приехал в Азов, проведя там раскопки, потом поехал в Азербайджан. И там, проведя раскопки, схватился за голову и сказал: боже мой, как стыдно. Я на склоне лет только понял, откуда пришел мой народ. Вот, если коротко, извините, слово Владимир, все документы, которые вы говорили, и артефакты, сохранились. Я вам покажу их на 24 языках. Спасибо большое за это. Владимир Ильич, можно еще один вопрос вам, маленький. Вот Куликовская битва. У нас принято, значит, государство законом принято. Что такое Куликовская битва? Ведь это же тоже обман настоящий, понимаете, как он сформулирован в федеральном законе. Можем мы это изменить или нет, с вашей помощью? Я вам скажу так, я обратился к президенту Татарстана, бывшему Итиру Шамилю. И об этом в одной из ваших газет было опубликовано. Я ему сказал: Итир Шамилевич, ну давайте заявим, что не было Куликовской битвы. Совершенно. Вон там на кулишках, они сейчас там лежат, эти ребята. Вот пойдемте сейчас раскопаем, и увидим, вот они лежат. Потом я подошел к бывшему президенту Башкортостана. Он тоже вместе со своей свитой. Я говорю: ну а ты почему не скажешь? Они пообещали, один и второй, но ничего не сделали. Я поехал к вам в Казань. Раз приехал, второй. Поехал, посвятил ваш краеведческий музей. Этот музей должен ответить на вопрос: откуда мы?
отвечает ни один из этих вопросов. Те же самые экспонаты в Кремле, в Татарстане. Да поезжайте по всей стране. Ведь посмотрите, какие там культуры: Ивановская, Владимирская, Петровская, Сидоровская, там и так далее. А на самом деле это одна культура великого тюркского мира. Ну возьмите вместе, проведите. Нет. Я вот в Крым поехал, пришел в Бахчисарай, увидел там мечеть. А я спрашиваю, а до мечети что здесь было? А был храм какой-то ингринянский. И баптистерий сохранился. Поезжайте в Дербент. В Дербенте баптистерий сохранился, где тюрки крестили. А Иван Грозный не был христианином. Ну и масса чего еще. Все это надо поднимать. Поднимать для того, чтобы... Я в ноябре прошлого года на международной конференции в Академии наук я признал: объедините тюркский мир вокруг своей родины. Это один из координатов, в том числе и турок, а тут такие сербы, а хорваты, а бургунды, а хорваты, а норвежцы, а исландцы. Столица Австрии, Инсбрук. А кто ее основал? А как переводится слово Альпы? Горы, покрытые лесом. Чьи слова? Это наш. Мне говорит: не хотите йогурт? Я говорю, если ты переведешь, что это по-татарски кислое молоко, я тогда, может быть, съем. Я спрашиваю одного большого политика, я не буду называть свою фамилию, я говорю: албанцы кто такие? Он говорит: мусульмане. Я говорю: я не вероисповедание спрашиваю. Я спрашиваю, откуда они свалились в нашу нынешнюю Европу. Он говорит: я не знаю. Я говорю: вы политику проводите. А это наши крачаи. Мой народ. Я последний, я не буду злоупотреблять. Я с министром внутренних дел Японии во Франции встретились. Я спрашиваю: слушай, у тебя на Хоккайдо агны проживают. Что это за народ? Он говорит: вы знаете, господин Колесников, они, по-моему, пришли с берегов Байкала. Я говорю: правильно, тюрки. А вы, японцы, откуда там? Он говорит: вы знаете, вот мы еще не пришли к этому выводу. Я говорю: хотите, я вам подарю одну из версий? По-моему, реально. Он говорит: какую? Я говорю: вы родственники нашего Шойгу. Он говорит: кто это? Я говорю: вот такой парень пожарами занимается. Так вот, молодые ученые Якутии, я знаком с такими работами, они говорят, более 45% слов наших якутских, тюркских, совпадают с японскими. И неспроста туда наши ребята собирались поехать, там, чтобы решить ряд вопросов, но стихийные бедствия мешали и так далее. Поэтому давайте возвращаться к своим корням. Я хотел бы, что, ну, понимаете, великая страна, а у нее, оказывается, своего ничего нет. Кто-то привез письменность, кто-то привез веру, а это все пошло отсюда. Мы дали все это миру. Спасибо еще раз и извините. Еще кто-то хотел. Если можно, я извиняюсь, я хотел убежать нас. Борис Борисов, автор фильмов и книг даже по истории татар. Бигзур Рахмат Сизге, я вот уже книжку вашу взял и ознакомился. Ғафу етіңіз, тек керектілікпенен мына рус тіліне көшерге мәжбүр ете. Çünkü bizim арамызда башка милләт клублары да бар. Большое спасибо. Я вот выслушал и полностью совпадает и поддерживает. То есть выписки сделал. Да, Бог один, вероисповедания разные. Это корни совпадает с теми маленькими работами, которыми я делал. То, что получается самая близкая нация, это русские. И если захотят, в общем-то, нас разъединить, это будет удар и по нам, и по русской нации, и по России. То есть пока мы едины, мы непобедимы. И это должно, в общем-то, как бы сказать, осознавать. И только что вот, Владимир Ильич правильно сказал, что из истории мы очень много знаем государств, которые имели большую территорию, богатую казну, сильную армию, но они распадались. Как только у них пропадала идеология. Идеология – это стержень. Наша идеология должна быть как бы первостепенной, это, конечно же, единство, это первое. Ну, второе, это же, конечно же, в тех работах, которые мы должны нести, мы должны
искать между русскими и татарами, было разные тарихи истории были в странице. Но мы должны как бы выставлять на показ объединительные факты, потому что именно в единстве наша именно сила. Хотим мы, не хотим, как бы сказать, русские все равно очень хорошие люди. Поэтому они нам близки очень. Это вот мое внутреннее ощущение той работы, которую я сейчас уже вот быстро просмотрел. Потом вот, ну, здесь совпадает наши идеологические, в 10 главе это ледовое побоище, полностью согласен. Главу 11 только что мы озвучили, мы точку зрения видели человека, кстати, ну, в политике и в устройстве нашего российского государства не случайно. Колесников – это известнейшая личность, как в прокурорском мире, то есть, так и в Государственной Думе. Его точка зрения, она очень прельщает, так как он не первый раз находится в презентациях книг именно про татар. И я так, в общем-то, очень рад, что он поддерживает нашу нацию. Ну и последнее, это хотел, конечно, реформы Петра, прозападный переворот в Москву. Это полностью с вами согласен. Этот пласт полностью не изучен. Вот тоже вот я ездил работать на Западе, собрал, я этих еще не опубликовал. Это то, что вы, может быть, знаете такого Брюса, да? Да. Это полностью тот человек, который формировал мировоззрение Петра. Брюс никогда не был, в общем-то, союзником нашего государства. Он сделал все, чтобы переписать историю, и есть предположение даже, именно, к сожалению, в германских библиотеках я не увидел, но это мне сказали, есть у итальянцев. Я вот не доехал до Милана. Там есть работы, переводчик, кстати, у меня там очень хороший. Получается, что именно при Брюсе пропадает та библиотека, которая была и у Ивана Грозного, о которой все говорят. Что ты говоришь, что все сохранилось? И на немецком, и на итальянском языке. Я работаю с этими документами. Каждый день. А очень рад. Наконец-то мы их нашли. Наконец-то. Я их отдам. Нет, конечно. Это только потребно. Все понял, осознал, раскаиваюсь. Дай мне 5 секунд, я сейчас исправлюсь. Все, спасибо большое. И в связи с тем, там как раз вот есть то направление, что именно... кстати, я хотел еще у окружающих такая новость для меня была потрясающая. Это был такой Ньютон, если вы помните. У нас в истории он остался как, в общем-то, ну, закон Ньютона, это, в общем-то, физика, это математика. Но он, оказывается, был министром финансов. Тоже знали, да? Для меня было открытие. И именно Брюс привел Петра I к Ньютону. Ньютон его не принимал неделю. Потом принял, побеседовал с ним 10 минут и после этого заключил, что да, этот человек, не буду дальше продолжать, это из истории. Большое вам спасибо. Хотел у вас взять разрешение использовать вашу работу в дальнейших фильмах, если это возможно. Большое спасибо. Так, еще кто у нас хочет выступить? Так, вопрос? Вот, там молодой человек сейчас пока первый. Давайте. От вас тоже вопрос. Ахмед. Представьте, пожалуйста. Вы в основном говорили, да, о татарах как булгарском происхождении. Фамилия? Представьтесь, пожалуйста. Речь шла о булгарских татарах, да? Вот, ну, в частности, хотелось бы узнать, ну, как бы коснуться истории, да, там происхождения именно западных, да, татар, ну, как называют еще Мещари, да? Ну, сибирский, да, просто происхождение некоторых других татар. Я понял. Просто, в частности, там, Нижегородский, там, Касимовский. У нас тут в этом вопросе как раз вот этот стереотип прозвучал как раз. Один из тезисов и целей официальной истории, вот этой прозападной, деление татар, одного народа татар на разные, делить
посеять между ними вражду, раскол и так подавить и опрокинуть. И сместить с исторической арены, а потом в последующем и дробить до конца. И чтобы не было единства между ними, они чтобы не могли согласованно выступить в защиту своих интересов в основном. Ну, происхождение, я говорю вообще о татарах. Я говорю, что не булгарские, те, которые сохранили народ татар, название своей этнической татар, они носили ее издревле и будут еще долго сохранять. И насчет булгарских татар, мишарских, это один народ, разных татар не бывает, татары единый народ. А насчет названия булгар я могу пояснить, что это, в общем, игра тут чисто логическая. Как делается вот эта наука, история, идеология, как деление идет. Разные группы татар называли либо по местности проживания название, между самими татарами, допустим, название такое было. Мишар – это житель Мещеры. Мишарский юг назывался. Мишары это называли тех же угроязычные племена, которые обитали, допустим, маджары, их называли, оттуда пошло, да. Ну там обитали эти маджары, вот о них тоже говорили. Вот они обитали, вот те местности, где мишары эти обитали, вот их называли маджарами, там, где есть маджары, страна маджар. А татары и местность вот это как топоним осталось. Ну, обитали, но вместе с тем там и татары существовали. Поэтому тот, кто местность называется Мишар, Маджар, и там татары живут. Вот этот, допустим, а этот из булгарского ханства, Болгар, город Болгар, оттуда ханство Булгар, из Булгара. Сейчас говорят Уфалар. Я, например, среди татар собираемся, мы сибиряки, например, я из Уфы, еще откуда-то, меня называют Уфа, нас двое из Уфы, Уфалар. У татар есть такое, Уфалар говорят они. Допустим, или Фазаннар. Это не говорит о том, что татарский язык, и вот используя вот эту вот игру слов, делит народ по разным уже как бы группам и объявляет их разными нациями. Якобы есть мишары, есть якобы булгары, якобы эти. А они говорят на одном языке, психология стереотипов у них одинаковые, у них одна вера в основном, у них одни интересы. Теперь интересы, если идеологически их разделить, разные. Поэтому народ татар, который проживает и в Сибири, может и в Крыму, и в Поволжье, это один народ, эти татары, сохранившие. Есть не сохранившие, которые... У нас есть кумыки, вот они дальше, да, всех татар. Вот они как связаны, кумыки. Конечно, связаны. Они назывались кавказские татары, и от этого не отказывались еще 100 лет назад. Мы говорили с ними на одном диалекте. Горьковские татары и кумыки говорят на одном Мы говорим с ними на одном языке. На одном диалекте. Да. Вы молодец, когда встречаете. Ну, я согласен, что и на одном диалекте. Да, спасибо большое. Понял. Все документы сохранились. Конечно. Я с вами согласен. Потому что это чушь собачья. Ему за это платят. Ему платят за это. Я видел теперь что. Галина вначале такой вопросик. Вот Игорь Габдуллина, наверное, знаете, жил татарском дворе. И вы, ваша фамилия Еникеев, там среди Мурз, значит, вы знаете, да? Вы отношение, наверное, видите к Мурзам, Еникеев? Прямое отношение. Ну, чем-то, можете сказать в словах, их заслуга какая-то для татарской нации? Ну, какая заслуга, я не могу сказать. Как-то такими словами я не оперирую. А я могу сказать, что такое бийское сословие в татарском народе было. Это, если на русский язык перевести слово «би», это «князь». Но у татар он немножко другой смысл тоже имеет. «Би» — это от слова или «билятру»,
допустим, давлеть, объединять. Или опять же бей, тоже говорят бей, это как бы связь, объединение. То есть это сословие было в народе, они как бы проверялись, проверены из рода в род, вот, поколение проверенных людей, которых выдвигали, общество выдвигало. У татар была демократия вообще-то. И поэтому вот эти уже сословия, оно называлось би. Потом во время Золотой Орды еще Мурза появилась, эмир зата. Эмир это правитель, значит. Эмир зата, от слова эмир зата, Мурза там пошло сокращенно. Это уже как бы то же самое сословие это называлось. Я вот хранителя наследия татарской Орды статью выступление возил на конференция, была научно-практическая конференция в Казани в 2010 году. Меня туда пригласили как раз предводитель татарского вот, дворянства, они себя называют, Меджлис татарских мурс, если на татарском языке было, в обществе есть такое созданное, а там потомки татарских мурс объединяются. Такие фамилии, как Акчурины, Еникеевы и многие другие, Терегуловы и Нигматуллин, да, Нигматуллин же он как фамилия, это Терегуловы есть. Вот этот Нигматуллин, если ученого-то имеете в виду. Ну и я там выступал, когда я поехал, свою точку зрения там изложил на истории вот этого татарского народа, как раз, что именно это не просто было там знать, которые феодалы, как официальная история говорит, что это было такое, ну, сословие феодалов, они подавляли там вот так вот и жили, то есть потом уже довели, потом перешли на службу к московскому князю, там, потом начали угнетать свой народ и прочее все, и русских угнетали, и татар угнетали, и башкир угнетали, и в общем, конференция собралась, и вот в русле официального истории вот этих тезисов официальной истории ругали, может, сначала Гусманов выступил, Меркасым Агай, покойный, он там немножко так пожурил, может, что они просевают и прочее все. Потом после этого я уже начал выступать, я дождался, они знали уже, мне 5 минут оставили выступление, тогда был такой интересный случай. У меня на 20 минут было выступление, очень много было, надо было сказать. В этом, эта статья, кстати, она опубликована в сборнике этой конференции, так и опубликовали, еще на сайте Татары Евразии подлинная история опубликована, эта статья. Если желающие могут зайти на сайт Татары Евразии подлинная история, адрес в этой книге указан, вот в издании как раз «Наследие татар», в третьем издании «Наследие татар», адрес на титульном листе указан, адрес этого сайта, там ребята сделали в интернете, там статьи мои все, и еще другие статьи, других там отзывы. Ну и надежда такая, что мы этот сайт будем, если будут иметься средства, уже продвигать как следует. В интернете работу эту будем вести по реабилитации татарского народа, в первую очередь татар, по повышению имени, вот, престижа татар, как цель основная этой книги. Престиж в международном уровне и в России, и в международном, и в тюркском мире, чтобы слово татар уже имело что-то оттенок соответствующий, чтобы уже, потому что люди, прочитавшие эту книгу, уже знают, кто мы такие, и говорят, помогают, книги ваши помогают работать, и уже, ну, такие письма я получаю от русских тоже. Многие мне пишут, что я понял, я помню, говорят, что татарское происхождение у меня. Я из татар происхожу, оказывается, вон они какие были наши предки, оказывается, мои. Я сейчас изучаю татарский язык, ну и подковываюсь по истории, да, он написал мне, кроме шуток, нормально, поскольку русские татарским языком владели. В Уфе мои предки жили на Тукаева, и там я еще помню стариков, вот я как раз в этой статье писал, старики, русские старики, старухи, они говорили по-татарски, чисто говоря. Сергей, дядя Сережа, вот он чисто говорит, друг моего дяди. Вот они там росли. А сейчас, наоборот, наши дети, татарские дети забывают свой язык. Почему? Потому что имя татар стало поносным. Благодаря вот книгам, фильмам типа «Орда», книгам, учебникам науки, вот этой научные знания, которые распространяются.
Поэтому, а тогда наоборот, видели какие татарчата, какие истории у них, как они там знают о чем, как они за справедливость боролись, как их предки. Это же так пошло. Почему говорят, что татары завоевывали, вот я отражал в своих книгах, есть информация, не мои слова, не мои домыслы. Приходят угнетенные, там кто-то что-то сделал по беспределу, например, как говорится, уже широко распространенное такое выражение, уже официально, так сказать, общепринятое. Приходят жаловаться, кому приходили? Приходили к татарам жаловаться. Вот отсюда пошло движение. История о первой войне татар. Прямо венгерский миссионер давно говорит, вот пришли, говорит, там убили, изнасиловали сестру, убили отца, отняли землю, в рабство народ повергли, и этот принц пришел к татарскому хану. И татарский хан решил это дело исправить. Вот как, говорит, первая татарская война, говорит, началась. Вот, пожалуйста, вот так они, распространившись по Великому Шелковому пути, создав такой, на таких принципах, на справедливых, на человечных государствах, татары, вот они усиливались. Вот эти вот войны, вот это движение было и названо монголо-татарское нашествие. Были, может, бои, может, столкновения были, вот так все было оболгано. Вот, ну, поэтому насчет языка вот так. Спасибо вам большое за то, что вы работаете. И пусть эти ваши... Вам спасибо за то, что вы понимаете. Ну вот, видите, значит, все постепенно меняет, все переходит на круги своя. И даже Путин уже стал признавать, что Куликовская битва там неправильно сформулирована на самом деле, да? Вот наш известный поэт Ахмед Сатар, вот он тоже вот хочет несколько слов сказать. Вот. Алхамдулилля, потихонечку все у нас. И, кстати, советую не спешить. У нас гектар еще почти час. Вот. Поэтому татарам такой динамик нам не нужен. Да. Birinchi zo'r rahmat mana o'sha adibga shunday izgi shunday nechta endi ostre tema ko'targani uchun. Chunki u bizning xalqimizni tergov, aldov, bizni yoshlar deyib, bizni qarorlar deyip bütün Rusya'nın kitaplarında, kinofilmlerinde bizde kurulak kısalar. Gördünüz mü Arda'nı? Şu Arda filminde, anda bir Tatar'da yok, anda kalmaklarının en yemsiz kahveti eskisi kalmaklar. En yemsiz kişilerden yıkanlar da, kara kimler giyenler, şolar bizde yol basarlar deyip bizde görseteler. Hazır zamanda идет тотальное, оскорбительное нашествие на татарский великий народ. Его историю хотят смешать нас с грязью, нас сделать насильниками. В каждом выступлении идет фраза монгольско-татарская ига, которого никогда не было. Именно Золотая Орда объединила все русские княжества. Именно во время Золотой Орды поднялись русские княжества. А мы, к великому сожалению, так были упоены своей победой, своим величием, что стали делить, драться между собой. Астраханское ханство, Ногайское ханство, Сибирское ханство, Казанское перессорились и 80 лет воевали между собой. И так потеряли величайшую культуру, величайшую империю, которая подняла Евразию на великий прогресс. Поэтому большое тебе спасибо еще раз. Калям наш, yazıcı, bana bu kitapta Көпшікананың, Бұқараның
твои выступления режим года Татарстан китапларында Минхаман Жиелам, минем әдәби музеймдалар бар. Чөнки сиңа шундый тагында тәкъдим дә сорауда. Менә хәзерге заманда шундый менә Владимир Ильич, такого околонаучного мусора издаются татарами. Вот вы помните презентацию книги Мишары Орлова. Так он 2 раза в своей книге, или 3 раза, указывает на то, что нагаи якобы нападали на Мишару. Я расспросил, у меня есть энная нагайская кровь Астраханской Орды. И вот там никак, наоборот, когда в 17 веке Мишарский аул подверглись второму крещению, это Уразовка, это Кочка-Пожарки, это Сапожай, это Грибанова, да, то нагайцы вот именно с тех пришли и прогнали этих крестоносцев. Вот какая история. И поэтому мой аул называется Кочка-Пожарки. Вот не Кочка Качкан Булгар, Малгунар, Яунан Качкан Булган Бербавай, и деген 40 киши, что біздің ауыл төзген, анны енді мәнәнелер 17 ғасырда тағында чүкінғырдан келгендер, нұғайлар қоғандар алады. Орлов yazan в угоду шовинистам yazan, что вот мы отгоняли нугайцев, нагай никогда не попадали. Наоборот, они искали возможность восстановления своего ханства. Они оскорбили погибшей своей Сюэмбеки, своей родственницы. Вот как было. А что же касается Европы, так я в своей жизни еще референт международной культурной миссии «Истоки». В статьях даже говорит, что мне бы памятник поставить за то, что я по 14 человек, ученых, писателей из Казани, Москвы увожу на международные круизы по 6-7 странам. Вот Allah bilse belki bu yıl Ukrayna soğuş var, biz para almadık. Tağında Jiyarbasol misyonu kültürünü bir 40 kişi Tatar'ın jiyamanında kalemlerini, yazıcılarını, şairlerini, artistlerini kübisi kullandılar benim kullanımla. İdeya şu misyada şulay etip biz gösterdiğimiz bizim anda kültürümüzü Avrupa illerinde, Gresiya'da, İtalya'da, Malta'da, Fransa'da biz bulduk, Arabiya'da bulduk, kadar Indiya diyoruz, gelecek yılda gösterdiğimiz bizim donamızı, bizim kültürümüzü. Bizim yazılımımız, bizim наша письменность еще исходит из рунической письменности до арабской вязи. Ему 6-7 тысяч лет, еще пирамид Хеопса не было, а уже наша древнейшая культура процветала на востоке. Мы оттуда, мы носители, вот мы потомки этой величайшей турской культуры. Шуахреб сега шынды тагдым бар. Міне бұл острые моменты противостояния Ногайской Орды и Казани, Ногайской Орды и Мишар, как бы вот дойти до источников, написать это правдивую историю. Sizga zo'r rahmat за внимание. Sizga ijodiyatimiz tilaymiz. Rahmat. И еще вот то же самое, вот в нашей стране тоже вот тенденция, значит, воздвижение всяких памятников таким героям, которые, значит, один народ противоставляли другому, значит, боролись, вот, скажем, памятник Ермолову, да, на Кавказе, допустим, Ермаку, там, в Сибири, допустим. Зачем это надо? Зачем ссорить между собой народы, вообще-то говоря? Вот кому это нужно? Вот, и нам нужно, конечно, вот, опираясь на такие книги, наверное, искать новую какую-то платформу для развития нашей страны. Так, и вот у нас есть, чуть попозже, значит, один Афенди, это самое, один Бакич. Я вас долго не задержу. Да. Это величайший человек, который родословный всех наших. Мне хочется сказать, что сегодня действительно необходимо выровнять роль татар и русских в истории нашего государства. Потому что
если мы потеряемся для российского руководства, это будет рассыпется Россия совершенно. Нельзя думать о том, что мы когда-нибудь поднимем руку на российскую роль. Потому что сегодня история показывает, что и Арабские Эмираты там везде, получается, как бы воюют между собой. Мы воевать не будем и не хотим. Мы одна дружная семья. Это и Гумилев говорил, и наш сегодняшний гость замечательно пишет свои романы. Потому что мы одной крови, одной душой. И надо только об этом говорить везде и всюду, что мы равно великие государственные нации. Спасибо вам. Это был Вадим Бакич Беляев, заслуженный строитель и еще автор книг исторических тоже. Так, ну, движемся дальше. Вот у нас кто-то хочет Рамиль Афенди высказаться. Да, тоже вот наш бывший активный участник Эшгара. Вот, конечно, вот были из зала очень интересные вопросы. Не слышу, да. Из зала были очень интересные вопросы о происхождении татар вообще, о нашей государственности древней. Надо все-таки, я думаю, замечательно сделал ее господин уважаемый автору. Нашу историю надо взять все-таки с древнего Шумера, понимаете. Это сейчас многими учеными доказано, и подавляющее большинство об этом и не спорит, понимаете. И второй вопрос про китайцев. В 1999 году была информация, но сейчас и с интернета сняли, нигде нет. Один американский генетик, один из первейших, который расшифровал код ДНК, исследовал происхождение китайцев. Понимаете, почему? Потому что у вас вообще у многих историков есть ссылки про татар на китайские источники. Вот. И этот генетик, исследуя генофонд более 40 родственных китайцев народа, пришел к выводу, что сами китайцы не являются коренными на территории современного Китая, понимаете? Они оттуда, вернее, там появились примерно 15 тысяч лет назад из района Африканского рога. Запомните. Почему? Потому что вот эти земли китайские, если сейчас взять, например, там вся топонимика, гидронимика тоже тюркская, понимаете? Тюркская. Вот в чем дело. Вот вы у себя в книге пишете, что Чингисхан завоевал Пекин. Извините, он не завоевал. У него было стремление одно – освобождать Пекин. Почему само слово Пекин, Пижи, Хамбалы – это тюркское слово. Вот в чем дело. И как-то последний раз внук Чингисхана, честно говоря, сейчас имени просто не помню, 1200, нет, после Батыя уже, да, неважно, да, где-то в конце, во второй половине 13 века, освободил все-таки Пекин от китайцев. И там китайское население восстало против татарских воинов, он свои войска вывел из Пекина и создал 10 комендантских полков, укомплектованных русскими. Понимаете? И эти комендантские полки, укомплектованные русскими, вырезали, насиловали все население, успокоили это восставших, понимаете? И по происхождению русских. Все-таки вот, многие говорят, что это как бы, да, может быть, там действительно многие русские, я тоже считаю, что где-то более, может быть, 50%, может даже более, это имеют, которые крещеные татары. Но само слово «русский» надо все-таки трактовать, как его дает наш народный филолог Хайдар Низамиддин. Понимаете? Что такое русский? Слово «русский», я еще когда в феврале встречались с вами, говорил, я читал работу Маркса, и он слово «русский» пишет не «русский», а «русский». Понимаете? После «с» мягкий знак был. Вот в чем дело. А до Петра I слово «русский» писался не «русский» даже, а «крусский». Понимаете? Это же о чем тоже говорит. Крусь, что такое крусь? Это крест. Ки – это не он. То есть крестоносец, человек, который одел на себя крест. А кого
тогда считали такими людей несостоявшихся, неудачных, понимаете? И они составляли очень небольшую часть общества, независимо от национальности происхождения. Во время, не помню, после Чингисхана уже, была перепись населения. И вы, наверное, многие не знают, что какое государство было у татар. Население этого государства, Великой Татарии, составляло 120 миллионов человек. А территория была 32,8 миллиона квадратных километров. Представьте себе. Территория современной России 17,4 только. А? Какой вопрос вы хотели задать? Что вы хотели? Какой вопрос вы хотели задать? Нет, автор хотел как раз, я пожелание говорю, вот нельзя вот писать, понимаете, когда вот вы ссылаетесь на то, что вот на тех авторов только ссылку давать, которые как бы вот, ну, у всех на слуху. Дело в том, что надо побольше работать авторов архива Ватикана. В 2010 году Ватикан открыл часть своих архивов. И туда слетелись все выдающиеся истории. Через месяц этот архив закрыли, понимаете? Почему? Потому что там всплыли как раз те факты, которые сейчас скрываются от народа. Мало того, там выдающиеся ученые, комиссия из 30 человек, обратился в Евросоюз, чтобы создать комиссию по переписыванию, по изучению, вернее, по фактическому, по написанию истинной истории Европы и мира. Вот. Вот по поводу слова русский я сказал вам, понимаете, надо это придержать. И то, что татари, про слово татар, еще хотел бы сказать. Я читал книгу перевода Мирзаянова, Паркер. Он мне там называет, что татар первый раз упоминается в китайских источниках еще в 4 тысячелетии до нашей эры. Понимаете? Это то же самое надо учитывать. То есть это не зря так названо. Это действительно, как уважаемый Начо говорит, скорее всего, слово татар это не просто этническое. Это образ, это управление. Татар это управление, понимаете? Создатель государственного управления. Вот что дело. Ну, в принципе, вот. Но только давайте не будем унизительно говорить о других народах, да, все-таки, значит, это самое. Но я хочу еще заметить, что китайцы говорят татарские песни, у нас мелодии попадают, на лицо схоже. Кто у кого научился? Китайцы нам признавали, что они как раз переняли у татар. Вот. Так, еще кто хотел бы сказать несколько слов, да? Ну давайте, у нас еще есть время. Да. Но прежде всего о выступлении. Исамасыс Исхак Давлечин, инженер-физик. Хочу рассказать о великом татарине. Вот его книжка, последняя, которую он дарил на юбилее. Ему исполнилось 75 лет, 17 июня. В Институте океанологии, где Роберт Искандерович Нигматуллин, директор, был международный симпозиум, назывался «Многопарные системы, физика, математика, природа, общество, человек, технологии». Он там эту книгу раздавал каждому докладчику. Симпозиум был 2 дня, 17-18. Книга называется «4 нашей жизни. Экология, энергетика, экономика и этнос». Но я хотел бы связать рассказ краткий об этом великом татарине, потому что он великий уфимец. А наш сегодня писатель, коллега Сказович, он тоже уфимец. Он был, Роберт Искандерович, определенное время президентом Академии наук Республики Башкортостан, а стало быть и членом правительства Республики Башкортостан. Сейчас он с 6-го года директор Института океанологии. Все его там любят, уважают.
Кроме того, сначала параллельно закончил он Бауманский университет, а затем еще и Московский университет. И на кафедре волновой газовой динамики был профессор. Потом, когда, так сказать, ушел уже зав. Кафедры, он стал теперь заведующим кафедрой волновой газовой динамики Московского государственного университета. Это международного такого уровня ученый по механике сплошных сред. Я, вот глядя на вас, могу сказать, что это великий физик, великий математик, великий экономист, великий энергетик, великий этнограф и великий эколог. Вот как здесь написано. А история истории, а сейчас много великих, и не только в науке, и не только в искусстве, в литературе, в поэзии. Вот Ахмед Саттар, поэт наш, выдающийся, выступал. Видите, как красиво он выступил. Вот. Ну вот Махмуд Ахмедович Гариев, если вы заметили, на всех праздниках сидит рядом с нашим Владимиром Владимировичем Путиным. Да, все. Поэтому я хотел бы на этом закончить о величии наших представителей. А что касается самого понятия татар и понятия тюрков, я хотел бы сказать, что есть статья Бориса Васильева, 89 год, по-моему, июль, газета «Известия», называется «Любить Россию в непогоду». Там он слово «татар» вообще не употребляет, но однажды там он употребляет, по-моему, в 3 номерах. Эта статья, вот, она очень примечательная. В связи с чем он употребляет однажды в этой огромной статье слово «татара». Никакого татаро-монгольского ига не было. А пишет он там о тюрках. И, например, он пишет, что Александр Невский, а он сейчас, как вы знаете, канонизирован, в ранг святых возведен, был побратимом хана Сарта, тюрка. А там он пишет, что, ну он же и офицер, он не только писатель, и историк. Вот у него есть книжка, прям одним словом называется. Там он хорошо, как историк, написал и о лирике, и о элегии, и так далее. Так вот он пишет, что в те времена быть побратимом это был более значимо, чем брат по крови в семье. Почему? Потому что эти два товарища, два побратима связаны именно кровью на поле брани. Там у него в статье есть еще такая фраза. Русичи с тюрками всегда ходили вместе на общего врага аж до Ямайки. И поэтому смысл вот этой всей статьи, она примечательно названа «Любить Россию в непогоду», состоит в том, чтобы тюрки и русичи навечно были друзьями. Так, вот еще, значит, давайте тоже еще как конкретное дело сделаем. Значит, вот мы пока что здесь собрались. Вот зашел вопрос о Куликовской битве. Вот давайте мы хором обратимся, значит, все вместе, значит, в нашей Государственной Думе, да, чтобы они изменили формулировку этого закона о Куликовской битве. Кто за это предложение, прошу поднять руки. Так, держите. Так. Кто против? Против нет, да. Ну вот принято единогласно. Таким образом мы можем официально обратиться в Государственную Думу для того, чтобы они этот вопрос решили. А теперь я представляю слово нашим гумынским братьям. Можно вас попросить? Вот. У нас есть Кумыкла. Кстати говоря, вот вопрос тоже. Вот они не являются ли представителями кимарского государства вообще, говоря, под названием? Тоже представьтесь. Добрый вечер всем. Активист Московской КСР. Добрый вечер. Я, к сожалению, не владею родным языком, поэтому отношусь по-русски. Тамерлан, Московская кумыкская организация Кумыклар. Пришли по приглашению Гаярбея. по поводу общих татарско-кумыкских связей.
Насколько я знаю, одна из главных артисток Кумыкского театра Татарка, она более 50 лет работает в Кумыкском театре. Наша гордость и знаменитость. Сейчас, к сожалению, неожиданно меня позвали сюда, я не вспомню имя, но это известная артистка. Также наши просветители кумыкские ездили в Казань, публиковали свои первые книги и газеты кумыкские в Казани, в типографиях казанских, потому что Казань была центром тюрков России, Российской империи. Поэтому у нас достаточно длительные культурные связи. Я надеюсь, мы в дальнейшем будем поддерживать их, развивать, не делиться на кучки, объединяться, работать над этим в разных сферах, областях. Большое спасибо, что пригласили нас. Это очень активная молодежь у нас кумыкская. Если бы вы видели, как они здесь провели вечер, прям примерно татар. Нам тоже надо такую молодежь собирать и как-то их вдохновлять на более высокие дела. Так, и кто еще у нас желает выступить? Да, пожалуйста, пожалуйста. Не надо, ходите сюда. Я могу микрофон. А где она? Я дочь татарского народа, и мне хотелось, да. Представьтесь, пожалуйста. Ну, Алиса Ибрагимовна. Вот, я бы хотела сказать благодарность авторам, и любым авторам, и книг, и фильмов, и всех, кто прославляет собственный народ, и это очень радостно. И мне хотелось бы всем нам пожелать быть дружелюбнее, потому что все-таки как-то мы не умеем друг друга поддержать, хочется всегда как-то кольнуть. И хотелось бы сказать, вот татары всех стран, давайте объединяться, как-то любить, уважать и ценить вот хотя бы тех людей, которые несут благородные светлые цели хотя бы о собственном народе. А наша цель поддержать их, и я думаю, это будет очень благородно и очень хорошо. Рахмат. Ну что, наша дифтар остается еще, значит, 25 минут. Да, кто еще хочет высказаться? А? Вот, сейчас одну секунду. Потом, вот у нас историк, а я сомневаюсь. Добрый вечер. Мне, как профессиональному ученому, очень сложно иногда присутствовать на наших татарских вечерах. Слушая наших разных выступающих, некоторые их выступления сказочно правильные, но 10%, иногда 20%, иногда 30%, когда ты слушаешь их как ученый, у тебя выступают слезы и боль, потому что нельзя соединять золото. Я плохо говорю про татарские, я приношу всем извинения. Нельзя соединять алтын с Богом. Вот я хотел бы объяснить, почему я хотел бы это сказать. У меня очень отвратительное отношение с Гаяром и с его супругой. Но его супруга встала и задала очень правильный вопрос о нашей западной части татарской нации. И молодой человек также задал о нашей западной части. Но, к сожалению, автор в силу того, что у него нет такой возможности, не потому что он не хочет, а потому что у него нет такой возможности работать с этими документами. Я посвятил 36 лет своей жизни работе именно с нашими татарскими документами из архивов Ватикана, Адольфа Гитлера и Наполеона. Я посвятил этому всю свою жизнь. И что бы мне хотелось сказать? Было два прототатарских государства. Супруга Гаяра и молодой человек задал этот вопрос. У нас именно два государства. И впоследствии нас, как Бисмарк соединил Германию сталью и кровью, также и мы были соединены. Казанские татары в силу, мне бы не хотелось, я скажу вам правду, есть такое понятие, как самоцензура. И я вынужден сейчас использовать самоцензуру. Правильное государство вовсе не Волговская Болгария, не Волжская Болгария, а она правильно называлась
The Great Kama или Bulgarian State, Великая Волго-Камская Булгария. Но казанские татары всегда боялись правильно ее называть по очень многим причинам. А наше государство западной части, Половецко-Хазарское, называлось Кумания в западном варианте, а на нашем языке Кыпчак или. И когда два наших прототатарских государства, Великая и Вильско-Камская Булгария и Кыпчак или на романских языках Кумания, а сейчас это очень опасная тема, и ее пробуют поднимать, мы с вами собрались в стране, которая практически находится в очень сложном положении. Имеется в виду сложности в так называемой Новороссии. А знаете ли вы, что в 1918 году, когда Украина произвела свою независимость, эта страна получила наше название, старое название Половецкая страна. И недавно украинские фашисты открыто сказали, что они будут называть эту территорию страной половцев. А тогда, когда они станут людьми, они обратно станут булгарами. И это наша страна. На татарском языке Кыпчак или на всех романских языках португальском, испанском, каталонском, французском, итальянском и румынском Кумания. На русском языке это страна половцев. Но русские, украинцы и белорусы взяли это название не из моих мозгов, а это наше название западными славянскими народами, западными славянскими языками, поляками, словаками и чехами, и маленьким сербским, маленьким славянским меньшинством сорбы, которые живут в Германии, или другое у него название – лужицкие сербы. И это наша страна. Тогда, когда автор правильно сказал, только в одной области, до принятия двух других религий, у нас была своя религия. И западная часть татарской политической нации, Половецко-Хазарская, трикультурна, а восточная, булгарская часть единой татарской политической нации двукультурна. Казанские татары, у них есть своя, наша общая татарская религия, но потом они приняли ислам не от арабов. Это ложь. Они приняли ислам сами. Ибн Фадлан приехал только, чтобы засвидетельствовать принятие религии. Почему нужно было это получить? Потому что нации не признавались, если они на государственном уровне не приняли религию. И Ибн Фадлан прибыл, и наш руководитель официально сообщил булгарской части, простите меня, булгарской части единой татарской политической нации, принял решение, что они принимают ислам. Но они приняли ислам вовсе не тогда, когда приехал Ибн Фадлан. Они приняли ислам в VIII веке. И тогда, когда началась монгольская агрессия, мы приняли западная часть, Половецко-Хазарской части единой татарской политической нации, ислам от булгарской части. И поэтому наш Половецко-Хазарский ислам более национален, более даже националистический, потому что у нас нет арабских и персидских заимствований. И самые страшные наговоры и клевета на нас была в Европе. Как вы думаете, от кого? От арабов и персов. Мы были для них главные конкуренты. И самое страшное зло, которое нам причиняли в Европе, это было от арабов и персов. И сейчас все эти документы, которые есть, они сохранились. Абсолютно ни один документ не уничтожен. Когда мы были захвачены, казанская, булгарская часть, булгарско-хазарская части больше повезло. Их не продавали в рабы, только нашу половецко-хазарскую часть продавали в рабы. И мы попали на территорию современного Египта. Все эти рабские рынки принадлежали вовсе не арабам. Они принадлежали одному этническому меньшинству. И самую большую прибыль
получало одно этническое меньшинство, которое занималось работорговлей. Сейчас они все орут, что мусульмане торговали людьми. На самом деле это неправда. Это делало одно этническое меньшинство. Номина сунтагиоза. Я не буду называть имена. Все сидящие здесь татары поймут, что я имею в виду. Я так на это надеюсь. Так вот, когда нас туда привозили в качестве рабов, нас продавали в качестве рабов на территории современного Египта. Мы, западная часть Половецко-Казахская, подняли восстание, убили египетского султана и провозгласили мамлюкский султанат. Все наши документы издавались на двух языках. На нашем, на татарском и на арабском. И он имел 3 названия. Золотоордынско-египетский, Кыпчако-египетский и татарский-египетский. И все эти документы сохранились. Ни один документ не был уничтожен. Тогда и мы, вывезенные как рабы туда, нам было неприятно, что наша родина оккупирована, и у нас были восстания. Но мы не могли на территории своей этнической части помогать друг другу. И тогда наши правители и наши войска на территории современного Египта посылали нам секретные войска и деньги. И мы сначала делали восстание, но потом монгол было немного. Они растворились среди нас. И получилось 2 татарских государства. То, что на территории страны, в которой мы с вами живем, и мамлюкский султанат, где было 2 языка. Наш татарский и арабский. И сложилось 2 татарские королевские династии. И они между собой матримониально были связаны. И все правители Египта, все короли и королевы Египта были только татарского происхождения. И нужно было уничтожить 2 прототатарских государства. Сначала у нас отняли морской шелковый путь из территории современного Юго-Восточной Азии, где нам, татарам, принадлежали все, что самое большое богатство было в средних веках – торговля специями. И нужно было у татар отнять деньги. Не может быть духовной независимости без экономической. Нас задушили 2 способами. Уничтожив наш морской путь, шелковый и специи, и также шелковый путь, нужно было уничтожить наше богатство. Что они сделали? Автор в своей книге неправильно сказал о Хаджи Тархан. Хаджа Тархан – это не сейчас это Астрахань, а правильно, династия была создана не мужиком, простите, скажу, а бабой. Династия Астраханская была создана женщиной, и поэтому она называлась Хаджия Тархан. И они уничтожили Хаджия Тархан, и тем самым они разрезали наше единое татарское государство. А потом также они уничтожили наш татарский военно-морской флот, где на территории современной Эритреи сейчас секретнейшие подводные лодки 3 стран. 2 стран, которые специализируются в самом маленьком. Это кто? Это Китайская республика на Тайване и Израиль. Израильские и тайваньские подводные лодки находятся на нашей военно-морской базе на территории современной Эритреи. А конкурент – крупнейшие подводные лодки континентального Китая. Потом, захватив эту территорию, это стала военно-морская база итальянского военно-морского флота. А потом ее захватили американцы, договорившись с Эфиопией, которая захватила Эритрею, часть итальянской короны. А потом там была советская военно-морская база. Во время Советского Союза мы очень интересовались этим. А сейчас оттуда достаются наши богатства. Знаете ли вы, что только нам принадлежит секрет? Весь военно-морской флот мамлюкского султаната существовал только из татар. И наш секрет – одежда, которая не намокает. И сейчас огромнейшее количество израильских, тайваньских и китайских подводных лодок
кто входил в Мамлюкский султанат? Территория современного Египта, весь Судан, теперь он разделен пополам, Северный Судан и Западный Судан, территория Эритреи и кусок Сомали. А на территории Азии, Синайский полуостров, весь Израиль, тогда, конечно, не было, Ливан, Сирия, Ирак, весь Кувейт и 5% территории современного Ирана. И вся территория, примыкающая к Красному морю, к современной Саудовской Аравии. И поэтому это море называлось Татарским внутренним морем. И именно там мы владели всеми священными городами в области ислама. И вот уничтожив нас там во время специй, потом также был уничтожен шелковый путь. И мы потеряли экономику, деньги. А если вы без денег, вы ничего не можете сделать. И сейчас то же самое. Почему воруют нашу историю? Потому что наша история, в чем мы опасны? Татары не бьют, не курят. И татары, вот мы с вами собрались здесь, но рядом с нами, здесь недалеко, есть музей театрального искусства. Знаете ли вы о том, что было специальное подразделение цензуры? И ни разу, нет, слышите, ни разу, ни один татарский театр не был запрещен с точки зрения нравственности. Ни разу татарский режиссер не ставил спектакли по педерастии и лесбиянству. У татар этого не было. И они были запрещены только у русских и у евреев. Самое большое количество было запрещено этих спектаклей у русских и евреев. Из 100 спектаклей, которые запрещала царская цензура у жидов, 95 было по педерастии и лесбиянству. Я приношу вам изменения, может быть, я некоторые вещи неправильно сказал, но мне вот очень не понравилось, что некоторые вещи, и мне очень не понравилось наш Ахмед Саттаров. Вот, ну, многие мне не нравятся, потому что они говорят на 70, 80%, даже на 90% хорошо, а на 5 и 10 говно. И это убивает всех нас, независимо от того, министр ли это, бизнесмен или злодарик. Каждый должен заниматься своим делом, своим. Бекзурахмет. Так, а нас сказали, вот как раз время к ифтару приближается у нас. То вот минутка уже. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Маргизга Рахмет, хурматный язык. По-русски буду говорить так. То, что сейчас слушал я много, именно пришел к общему виду и размышляю, что воистину и историю изучаю, что мы, русские татары, это единый народ. Потому что если по религии историю изучать, мы все произошли, если посмотреть древо пророков, мы, народ, славяне и турки, произошли от сына пророка Ноя и Афаса. Вот именно на этой территории, это наша родина, корни наши все, и русские, и татары. И мы отличаемся особенностью. У нас есть дух, великий дух, человеческий, который Всевышний даровал нам. Это дух патриотизма. У нас этого не отнять. Тысячелетиями мы несли это, семейные ценности, почитание предков своих. Посередине. Татарлатылар Тревакута Яканын Кадрынбель, Ульвец Кабрынбель. Есть у нас такая пословица. И это показало 9 мая, когда бессмертный полк, полные улицы Горького, полный народа, пошли с памятью своих, которые погибли
на поле, на битвах. Вот остались пролитыми кровью. Вот они понесли это своих предков на руках. Вот это показал дух нашего великого народа. Враги думали, что этого не будет. Думали, что мы насаждаем их западными ценностями. Хотят нас сделать маргиналами, чтобы забыли мы предков своих, не посещали их могилы, не собирались на маджлисы. Но этого не случилось, а врагам показалась это огромная сила у этого великого народа, это дух патриотизма. Это показало 9 мая шествие. Там были татар много и русские, которые несли своих предков на фотографии, которые погибли на этой страшной, великой, священной войне. И с наступившим Рамаданом, пусть Аллах примет ваши благие деяния, ваш пост, кто пост соблюдает, это великий поклонение. Я глубоко благодарен нашему маму за то, что он вспомнил о вот этой великой дате 9 мая. Я вот помню, у нас есть фильм «Бессмертный полк», да? Значит, когда татары Москвы прошлись по улицам Москвы под татарским флагом, и вот сидящий здесь поэт Ахмед Сатар читал стихи, которого этим стихам рукоплескали не только татары, но и все москвичи. Потому что он великолепно их прочел на этих улицах, да? Народ был воодушевлен, и все гордились, что рядом с ними идут татары. Вот. И вот в следующем году, наверное, мы тоже эту традицию продолжим обязательно. Но теперь уже у нас остается до ифтара 5 минут. Наверное, на этом мы нашу встречу закончим. Или что хотите сказать? Так, ну, большое спасибо всем, кто пришел. Вот. А сейчас уже вот у нас скоро начнется, значит, ифтар. Вот. Всем спасибо, да. Хочу сказать спасибо тем, кто помогал нашим. Это братья, вот там представил колонки. Надир, который доставал вот этот проект и сработал, да. Вот. Потом Шамилю спасибо, который снимал. Один Шамиль, второй Шамиль снимал. Зор Рахмет Сызге. Яхела Салдак пишет. Ну и главное спасибо организаторам нашей встречи, писателю Галине Кию, Ренату Ингуразову, вот, который, не знаю, отошел здесь вот то же самое. Всем им большое спасибо. Ну и дома. Şakrım jirden kildik biz Akbalı fakmen tabılgan şağı Tuğanlarının sağıngan şağı Tuğanlarının sağıngan şağı Şakrım yakın jir tügel Bir kurışırışın kildik biz Akbalı faknın tabılgan şağı Tuğanlarının sağıngan şağı Tuğanlarının sağıngan şağı Arın burada
Alıp ağamı düşürdüm koludan. Bizning do'st ish bilan ili to'lg'an. Bizning do'st ish bilan ili to'lg'an. Altın tenke big zo'r mol tugil. Birda ko'rishuvlar allamni. Oq qalpog'imni tushirdim qo'lidan. Bizning do'st ish bilan ili to'lg'an. 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 Sen diyen şey
Sürülerimde